Ну, что-то есть, да, но дело в том, что мы же сейчас вот как раз выпускаем эту историю Якутии, Ага, то и в последнее время очень была такая интенсивная нагрузка. Сейчас да-да-да. вот издательством туда-сюда вот эти пересылались тексты. Мгм. Ну, Ну конечно, вот я... я начну, да, с Арданы Конечно, Ильинична. да, давайте, значит, сколько у нас Ага. времени? Добрый день, уважаемые наши участники, значит, нашей беседы, во-первых, и все те, кто смотрит нас по YouTube. Малая Академия Наук очень всегда рада видеть новые героев нашей беседы. И вот у нас сегодня очень интересный человек, профессор, доктор исторических наук, человек с очень интересным опытом научно-исследовательской деятельности, который направлен как раз в том направлении, которое называется циркумполярная история. Изучение, освоение очень интересного региона, в котором мы находимся, арктический регион. То, что вот в свое время Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, называл циркумполярным. Да, он, кажется, впервые использовал это слово, довольно используемое часто в академических кругах, в политическом таком обиходе, да, и оно стало очень нам всем знакомым. И сегодня Сардана Ильинична, значит, наш гость, человек, который, как говорится, душой и сердцем и знает всю историю нашей республики, всего севера России, да, всех тех условий и изменений, которые происходят сейчас, потому что вся ее работа, она действительно связана очень с динамически изменяющейся и быстрой эволюцией, которая происходит в нашей истории, современной, прошлой, связана с ее освоением. То есть все те вещи, которые нас сейчас должны интересовать буквально, потому что будущее как раз зависит от того, что происходит сейчас и происходило до этого. И вот у меня первый сразу вопрос, да, так сказать, вы учились в очень замечательном и интересном университете, историко-архивном институте, который находится в самом сердце нашей прекрасной столицы Москвы, да, так сказать. Каково было ваше ощущение, когда вы там учились, да, так сказать? Вы же учились в 80-е годы, да? Какое было ощущение? Вот скажите, пожалуйста, это настолько интересно, ну, с точки зрения вот людей, которые интересуются историей, потому что жизнь историческая бурлила именно в стенах этого замечательного, значит, института. И расскажите про деятельность профессора Афанасьева, который тогда был руководителем института. Спасибо большое, Василий Климович, за такую вот мою презентацию, даже как-то мне показалось немножко нескромно. Ну, по мере сил, конечно, стараюсь вносить свою лепту в изучение истории нашей страны, истории освоения Арктики. Ну, а что касается моего образования, конечно, тут мне очень повезло. Я в свое время закончила один из лучших исторических вузов, гуманитарных вузов, можно даже сказать, не побоюсь этого слова, в какой-то мере элитарных, потому что, как правило, тогда в основном готовили, конечно, работников архивов, музеев и научных работников. Сейчас это огромный университет, многие, наверное, знают, это Российский государственный гуманитарный университет, Мгм. и наш институт, мой институт историко-архивный, входит туда уже как часть. А РГГУ, там сейчас активные такие направления филологическое, и журналистика, и очень много международных научных центров, специальные центры по изучению Франции, знаю, США, Канады и так далее. И уже достаточно много выпускников, в том числе из Якутии, работающие в Якутске, по всему миру, в Москве есть. Когда я поступила учиться в 80-е годы, это был самый маленький институт, вообще самый маленький вуз Мгм. в Советском Союзе, Мгм. потому что от силы там училось, ну, значит, где-то на курсе 100, ну, по-моему, меньше 1000 студентов это было. И вот Мгм. всегда считал, что это самый маленький вуз, но из-за этого, конечно, был огромный конкурс, занимал второе место после театральных вузов. Самые Да. большие конкурсы были в театральном, вот на втором месте был наш историко-архивный институт. Мгм. Мгм. Но кто-нибудь, возможно, проходил, будучи в Москве, идя по Никольской улице в сторону Красной площади, проходил мимо очень красивого старинного такого цвета морской волны, наверное, здания, обращали внимание наверняка. Но вот это как раз и есть историко-архивный институт. Буквально в 5 минутах ходьбы от Красной площади. Старинное здание дореволюционной синодальной типографии.
И особенно вдвойне было, конечно, и ответственно, и приятно, что сам главный корпус находился на том месте, где и даже часть сохранилась, и раскопки проводились. Сейчас, по-моему, с той стороны стоит памятник, где был первый печатный двор Ивана Федорова XVII века. А один из корпусов института – это была бывшая славяно-греко-латинская академия. Первое высшее учебное заведение России, основано еще в конце XVII века. И кто знает историю, помнит, что выпускником этой славяно-греко-латинской академии в свое время был, например, Михаил Васильевич Ломоносов. Потом он поехал учиться дальше. Степан Петрович Крашенинников тоже там учился. Вот как раз, ну, может быть, с какой-то степени с высоты сегодняшнего дня современных, мощных таких оснащенных лабораторий казались очень скромными небольшие наши аудитории, эти своды монастырские, но все дышало историей. И, конечно же, это тоже ну, не могло не настраивать на такой вот очень высокий, такой академический, может быть, лад, уровень. Кроме того, поскольку институт был историко-архивный, вот у нас первая самая экскурсия, это были, конечно, архивы. И тоже было очень интересно, мы, допустим, изучаем историю, ну, вы знаете, вот уложенная, ну, из школьной скамьи кто-то, если кто не профессиональный историк помнит, уложенная комиссия, вот соборное уложение, допустим, Ивана Грозного, какие-то вот такие документы. Вот мы изучаем, и нас вот ведут в музей или в архив и показывают вот это вот в Золотом ларце, это соборное уложение Алексея Михайловича. Или, например, показывают кондиции, которые в свое время, говорят, не разорвала, а надорвала Анна Иоанновна. И вот это тоже, конечно же, ну вот, не могло не отразиться, конечно, и на уровне, наверное, восприятия, на обучении и так далее. Кстати, в свое время меня изумил, ну, мы все воспитаны во многом на фильме и на книге Алексея Толстого про Петра Первого. И нам показывали тетрадь и карандаш царевича Алексея. И тогда я удивилась, что, во-первых, оказывается, потом уже, когда стали возможны другой взгляд, другие открылись архивы, он действительно был человек очень образованный. С детства его очень хорошо учили. И вот у него был карандашик, вот, конец 16, начало, то есть 17, начало 18 века, с таким вот на обороте алмазиком, который служил ему таким ластиком. Он, значит, учился и вот так стирал. В общем, вот такие были раритеты, скажем так. Ну и понятно, что учили нас выдающиеся профессора, авторы учебников, ну, тот же Ерошкин, например, Комиссаренко, известны очень имена. Но что касается вот революционного ректора Афанасьева, я как раз закончила в 1986 году, когда он пришел к нам, чуть-чуть застала. Это была уже перестройка. Ну, получилось так, что я училась в самые такие, ну, застойные годы, что ли, как раз вот самый такой махровый. Я помню, ну, не знаю, поймут это или не поймут, значит, у нас общежитие было в Сокольниках, напротив было огромное здание, где висел портрет Брежнева прямо на все эти 5 этажей. Вот, значит, иду один раз, смотрю, у него тут 3 звезды. Через 2 месяца говорю, смотрите-ка, у него уже еще одна звезда появилась. Ну, вот такие смешные моменты. Вот. И вот как раз моменты, когда началась перестройка, какие-то надежды, вот это вот какая-то свежая волна и так далее, вот тоже чуть-чуть я застала. И как раз получилось так, что с приходом Юрия Афанасьева историко-архивный стал одним из вот таких центров и лидеров именно по восстановлению, значит, белых пятен истории, вообще в целом по изменению общественной, ну, как мы говорим, ученой парадигмы. И, вот то, что тогда такой революционный прорыв произошел, как тогда, вот потом уже все это полностью у нас была пересмотрена методология истории. Вот сейчас мы уже работаем, вот благодаря тому заделу, который сделал в свое время Афанасьев со своими товарищами, коллегами, в какой-то степени мы теперь работаем уже совсем по новой методологии.
Да, вот действительно сейчас очень трудно себе вообразить, насколько это были революционные времена и какую невероятно важную роль играл институт, как раз историко-архивный во всех этих изменениях. Я просто те времена тоже учился в Москве, ну, застал большее перестроечное время и помню, как Юрий Николаевич везде там выступал, и рассказывал, и он везде писал там литературной газете, где-то еще, и люди тут стояли в длиннейших очередях, чтобы купить эти газеты, московские новости, там, получается, литературную газету. Все это было невероятно ново, интересно, а до этого чуть-чуть, да, было такое ощущение какого-то ощущение изменений, которые грядут, да, так сказать. Вот знаете, как это называется, эпоха, да, меняется, да, так сказать, это fin de siècle, да, так сказать, вот такое ощущение того, что эпоха, которая шла, да, так сказать, которая казалась вечной, да, и вдруг неожиданно оказалась очень хрупкой, и какие-то изменения, которые происходят, они происходили стремительно просто. И, наверное, вы как историк, да, человек, который знает очень много из истории, как все это происходило, да, так сказать, вы сами оказались свидетелем всего этого. Ведь в то время там была невероятная смена руководителей, да, так сказать, Черненко, там потом Андроповская, как говорится, очень строгая эпоха, да, так сказать, потом сменилось все это и гласностью, и перестройкой, ускорением сперва, да, так сказать, как это все называлось тогда, да, и такими вещами, которые называются контролем за алкогольной продукцией и прочее, да, так сказать. Вот это, Все проходило на глазах. Как раз да, там все был это, период в да, Москве. все это происходило на глазах. Даже похороны всех этих генсеков, поскольку институт вот был рядом с Красной площадью, все это вот как-то мимо нас проходило. Все это мимо вас проходило, вся вот эта история великой Это страны, да. история, Да, да. и вот я ребятам хочу напомнить, да, что наша страна, она очень древняя и имеет исключительно интересную историю. И поэтому историческая наука всегда очень уважаемая в нашей стране, и историки всегда давали очень много пищи для размышлений интеллектуалам, интеллигенции, которая в нашей стране всегда имела очень сильные позиции. И вот с этой стороны, да, так сказать, вот сейчас в Якутии есть свое сообщество исторической науки и прочее. Вы создаете удивительные произведения, да, на самом-то деле, я так считаю. Это и энциклопедия, да, так сказать, исторические большие труды, которые рассказывают об этом. Насколько трудно это все создается? Скажите, пожалуйста, сколько вот человека часов времени все это занимает? Насколько это возможно сейчас? Да? Имеете ли вы достаточно документов, чтобы все это скомпоновать, сделать его очень авторитарным, имеется в виду авторитетным изданием, чтобы на нем там базировались многие исследования будущих исследователей? Ну, вообще работа историка сама по себе очень кропотливая, потому что прежде всего мы базируемся, конечно же, на архивных источниках. Э, И вот приходится иногда просмотреть тысячи дел, многие из них по 500 страниц и так далее, написаны ну, разными, от скорописи до даже есть, ну, если вот совсем смотреть старый, там полуустав и так далее, от руки написаны. Потом в 20 веке, если мы возьмем, то написано, допустим, латиницей. Потом не всегда же хватало в годы войны, первые годы советской власти, бумаги, там, чернила и так далее, значит, карандашом таким выцветающий текст и так далее. Поэтому, конечно, наша работа очень тяжелая и кропотливая. Но что касается истории новой, особенно новой истории Якутии, над которой мы работаем, ну, вот над последним вариантом мы работаем 7 лет, а вообще приступили мы впервые к новой истории, начиная где-то уже, наверное, лет 20. Потому что ну, всегда есть какой-то вот период наступает, когда нужно обобщить прошлое наше, потому что без знания прошлого мы не можем предугадать будущее. Это вот классическое, скажем так, определение истории. В этом плане, когда в 90-е годы вот произошел не только прорыв методологии, самое главное для историков и вообще для всего нашего общества, это открылись архивы. То есть, во-первых, открылись, ну, в принципе, сейчас, в настоящее время, любой желающий, ну, естественно, и обладающий паспортом, совершеннолетний, он может прийти и работать в архиве. Что, например, в советское время было невозможно.
Кроме того, очень много было секретных материалов. В свое время были документы, которые не обнародовались, были личности, о которых было не принято говорить, потому что они были либо с противниками советской власти, либо, допустим, ну, до революционного времени относились к другим классам. То, что в советском, ну вот особенно в первые годы назывались эксплуататорские классы и так далее. Между тем, эти люди, особенно представители первого поколения якутской национальной интеллигенции, они внесли очень большой вклад в развитие нашей республики, очень много думали и делали для светлого будущего своего народа. Они были прежде всего просветителями, подвижниками. И даже то, что до 90-х годов многие из них, ну, многие из них подвергшиеся политическим репрессиям, 20-е, 30-е, даже 40-е, 50-е годы, они не были реабилитированы. И в 90-е годы общество в целом наше и правительство провели огромную работу по реабилитации, а историки на себя взяли вот этот труд и, наверное, очень важную задачу по возвращению этих имен народу. И вышли многие работы, которые посвящены были другим таким аспектам, которые было не принято в свое время говорить. И вот благодаря этому удалось вот какой-то достигли определенный уровень, когда уже можно обобщить, осмыслить и представить такой общий труд, по которому уже можно дальше развивать, писать учебники, где ну, мы очень тщательно работали. Все равно, как бы то ни было, любой ученый-исследователь, у него есть свой какой-то свой взгляд, свои идеи, он все равно субъективно. Но мы старались прийти к какому-то общему такому консенсусу, да, потому что у нас все равно остались определенные дискуссионные моменты в истории, периодизации и так далее. И вот в этом году, благодаря поддержке правительства, которое выделило финансирование на издание книги, наконец-то вот в 3 томах наша история Якутии должна выйти. Причем она будет с древнейших времен. Начинают работу археологи. Первый том – это до 17 века. Второй том – это дореволюционная история, с 17 по 19. И третий том, который, вот где как раз я была ответственным редактором, это 20 век, начало 21 века. И в каждом томе постарались мы ну, какие-то новые привлечь источники. В том числе, если говорить о моих коллегах-археологах, произведено очень много раскопок и сделаны очень важные находки, которые помогли восстановить вот подлинную историю, этногенез, то есть происхождение прежде всего якутского народа и коренных народов севера, проживающих у нас в республике. Ну и во многом пересмотреть многие подходы. Что касается нашего дома, то тут, конечно, было очень много сложных проблем. Допустим, ну, просто приведу самые... Об интеллигенции я говорила. Вот эта проблема была, что она как-то замалчивался и вклад. Сложная проблема гражданской войны тоже как-то у нас односторонне рассматривалась со стороны красных. А вот какие были идейные взгляды, допустим, их противников, какую роль играли, допустим, те же интеллигенты в их движении, иммиграция, мы даже не знали, сколько мигрантов, вот восстанавливали их имена. У нас даже тоже, еще раз подчеркну, благодаря поддержке правительства нам удалось поработать в зарубежных архивах, в частности в США, привлечь имеющиеся там архивные материалы. Кроме того, тоже был такой интересный момент, знают или нет, что до 1945 года половина Сахалина, она входила в состав Японии. Курила и Сахалин, да? Я имею в виду ребят, конечно, молодежь. И вот на той стороне, на японской стороне тоже, например, жили якуты, эмигрировавшие в свое время после гражданской войны туда. Вот один из самых известных был Винокуров. Вот эти архивные материалы тоже вот в Сахалинском архиве работали наши коллеги, собирали. Потом съездили в Китай, работали в архивах Дальнего Востока, которые в архивы эмиграции вот только открылись, и нашли интересные данные. Ну, вы знаете, что и в том числе коллеги, наша часть коллег ездили в Австралию, допустим, не так давно там
значит, архив Рязанского привезли на родину. Вот такие вот были интересные находки. Ну и кроме того, очень много, конечно, в свое время работали краеведы. Как-то вот не хватало времени, может быть, и возможностей. Очень интересные какие-то материалы хранятся и у нас в улусах, в музеях, допустим. Потом в семьях хранилось. Часто же что-то замалчивалось, что-то, может быть, э, как-то люди тоже свои родословные и прочих. И я уже говорила, что до сих пор, вот, допустим, даже проблема гражданской войны, как-то она достаточно болезненная. Потом были такие процессы, как, например, раскулачивание, да, репрессии. И получилось так, что у нас э, целый пласт такой очень долго замалчивался. Что-то хранилось вот в семейных архивах, в памяти. И тогда вот это тоже мы постарались как-то восстановить. Ну, посмотрим. Мы надеемся, что к лету... Сейчас мы очень плотно работаем с издательством «Наука» над редактированием. Ну, научное обсуждение, конечно, проходили рецензирование. И надеемся, если все будет благополучно, к лету мы уже получим готовую книгу. Да, создать и написать, так сказать, книгу — это очень сложный процесс. Надо, особенно исторический такой источник огромный, который надо многократно проверять и рецензировать его неоднократно, всю эту библиографическую часть. Это просто на самом-то деле титанический труд, и я думаю, его делаете вы, ваши коллеги, соратники, и это вообще надо преклонить голову перед вашим очень достойным титаническим трудом, я бы сказал, да, по сохранению истории Якутии. Потому что история Якутии, она удивительный такой пласт, сплав жизни очень многих интересных людей. И тут и, как говорится, моменты счастья, моменты горечи и страданий многих людей. Мы, не секрет, да, являлись в свое время, да, тюрьмой без стен, как говорится. И здесь да, из таких мест, как Польша, да, например, сейчас какие-то западные там части Российской империи целыми семьями ссылали людей, да, например, много еврейских семей было сослано в Якутию, и их же не только вот мужчин только, да, отправляли, а прямо целыми семьями, может быть, за какие-то маленькие прегрешения, да, какие-то невероятно непонятные сейчас, возможно, да, причины, но эти моменты все были. И потом много у нас и польских людей, да, было много других народов, черкесов и прочих, даже грузин, да, так сказать. Ну, просто я сам лично, да, так сказать, вырос в какой-то среде, где все это всплывало, да, в разговорах старших моих, значит, родственников и прочее. Например, там дядя Лазарь все время рассказывал, как он там готовил пушку, да, ну, да, против Строда, например, да, так сказать, или там дед там Павлов был руководителем там добровольческого, ну, имеется в виду повстанческого движения, да, так сказать, вот все эти вещи. Потом, как они где-то вот Тайбахое или где-то у них была своя штаб-квартира там, да, так сказать, как они занимались там, имеется в виду, где-то позировались, где-то от кого-то прятались, там были какие-то невероятные события, которые как легенда, да, мне вот передавали или рассказывали, да, так сказать, притом это все с такими интересными рассказами, событиями, да, полными, как будто это происходило вчера, да, так сказать, и я вот вырос среди вот такого ощущения всех этих событий, которые происходили в то время. Василий Климович просто чувствуется, просится взять у вас интервью. Это называется «Метод устной истории». Запись просто вот как раз одно из новых направлений, что вот то, что вы рассказываете, легенды, истории и так далее, то, что не отражено в официальных документах. А вот даже сейчас вы рассказали очень много интересного. Просто как бы сразу уже высказываю просьбу, чтобы вы согласились дать интервью. Ну, как будто мне да. или моим сотрудникам, потому что то, что вы рассказываете, это все очень интересно и важно. Да. И, И вот к сожалению, мало отражено, конечно. да. И вот я хотел спросить, да, кстати, особенно вот разные еврейские семьи, да, которые приезжали, есть ли вот история, да, какие-то источники? Например, вот меня интересует, да, семья Ротенштайнов, да, так сказать, вот что с ними произошло, Берштейнов, да, так сказать, вот такие вещи. Это, ну, вот как лично я, да, так сказать, интересуюсь, потому что это как-то связано с нами, да, так сказать, ну, с историей моей семьи и прочее. Они же потом некоторые эмигрировали
уехали отсюда, имеется в виду, уехали в другие страны даже, да, так сказать, ту же Англию, потом США и прочее, да, так сказать. Что вот у нас есть, да, так сказать, какие источники про ту большую пласт, как говорится, исторических материалов, которые есть про еврейскую иммиграцию? Вообще Якутия, конечно, всегда была многонациональной республикой. Уже где-то ну, с конца XVII века здесь появились первые ссыльные, которых селили на пашню, в Алёкинстаде. Поэтому история многих семей, там были украинцы, русские, там евреи появились чуть позже, по-моему, с XIX века, очень тесно связана с историей Якутии. В свое время у нас был проект, называется она с таким хорошим названием «Якутия. Наш общий дом», который был посвящен истории диаспор, которые проживают у нас в Якутии. Поляки, немцы, евреи, татары, башкиры, финны, литовцы. Во втором издании мы расширили, там уже появились вот те, кто появились не так давно. Киргизы, казахи, ну, грузин мы записали, но на самом деле первые грузины ссыльные у нас были уже в XVIII веке, в XIX веке здесь. Что касается евреев, то ну, Российская империя, в принципе, ну, не надо сейчас ее тоже как-то приукрашивать. В принципе, это была всегда колониальная империя. Конечно же, по отношению к различным народам проводила она достаточно колониальную политику. В том числе, вот вы обратили внимание, но вот именно к евреям была такая, значит, применялось более суровое наказание, и ссылались, как правило, они с членами семей. Ну, вообще, ссылка с членами семей в российском законодательстве, она появилась уже в XVII веке. Это был как раз один из элементов колонизации завоеванных земель. Даже есть такой термин штрафная колонизация. То есть просто с семьей присылали, они здесь селились, естественно, потом потомки, с женами, с детьми и так далее. Ну, точно так же вот евреи. И еще одно, значит, один народ поляки, из-за того, что постоянно они восставали, вот против них тоже в XIX веке было ужесточение законодательства. Вот эти вот выражения, места не столь отдаленные и так далее, это же все пришло из российского законодательства. И вот, например, применительно к полякам, они получали всегда более жестокое наказание и селили, и отправляли в ссылку их именно в самые суровые по климатическим, природным климатическим условиям земли. Поэтому их так много было у нас в Якутии, например. Что касается истории евреев, то я скажу, что есть несколько работ. У нас была всегда очень активная еврейская община. До революции вообще была одна из больших таких диаспор. У них были свои школы. Когда, кроме школ, у них были свои, так, я не скажу, что церковь, но молитвенные дома, допустим. И вот целый район, если вы, кто хорошо знает город Якутск, вот район Залога, да, вот здесь вот как по правилу здесь жило очень много евреев. Евреи при этом были в основном ремесленниками, жили в городах, ну, реже под населенным пунктом ближе к Якутску. И вот есть работы, например, Ройзман писал о евреях. Потом, может быть, вы читали, есть работы Николая Якутского, кстати, писателя тоже о евреях. Ну, а вот в нашем проекте о еврейской диаспоре писала Нина Дмитриевна Васильева. Какие-то данные есть, но вот, конечно, больше, может быть, мы, как ученые, сделали такие какие-то общие выводы, такие общие проблемы. Конкретных семьях не останавливались, только, может быть, на самых известных. Ну, известные семьи вы знаете хорошо. Это семьи, конечно, Кершенгольцев, да, это семьи Рабиновичей, Цугель и прочее, ну, Калачики и так далее, много Чижик. Это все люди, которые внесли очень большой вклад в развитие нашей республики. И в общественно-политическое, социально-экономическое, культурное вносили и вносят. Хотя, конечно же, в 90-е годы состав этой диаспоры заметно уменьшился, но до сих пор у нас живут представители, которые, тем не менее, не мыслят отъезда
со своей родины, которую они считают Якутией. Да. Ну вот я, например, знаю историю одной семьи, да, которую, ну как, часто встречался с их представителями, да, потом уже. Это семья Ротенштейны, да, которые потом переехали из Якутии в Лондон, где они долго там мытарствовали и стенде лондонском, занимаясь обычными очень простыми делами, да, например, были башмачниками, да, так сказать, какими-то белошвейками и прочее. И один из них вот создал знаменитую фирму, которая называется Собранье. Это вот табачная компания Собранье, да, и потом уже потомки переселились в Соединенные Штаты, там стали президентами больших известных компаний и банков, да, Морган Стэнли, например, и прочее, да, и потом у меня вот как-то довелось с ними встретиться и прочее, потому что там разные общие моменты были в плане родственных и прочее. Мы хотели там сделать такую книгу, да, так сказать, общую о том, но как-то я сам не историк, поэтому эта тема как-то так и осталась, да, так сказать, Ну, а висячим. при этом они помнили, что они вот именно Из жили в Якутии, да. Якутии, уехали Да, из да, да. Якутии, да, ну, это очень хорошо, что они Да, сохранили. да. Вот, кстати, тут тоже есть такой интересный момент, и вот я рассказывала, что мы работали, например, в США тоже, да, Мгм. в Национальном архиве США. Ну, конечно, там все очень, как скажем так, не компьютеризировано, то есть, в принципе, достаточно быстро можно найти информацию. Вот мы, в частности, у них каждый, кто прибыл на американский континент, начиная с XIV века, они внесены вот в компьютерную базу. И ну, коллега мой искал иммигрантов, у него, в принципе, был этот список, сидел, но я просто села рядом и просто вбила слово «Якутия». Мгм. И у меня вышел такой огромный список иммигрантов из Якутии. Кстати, было очень много еврейских фамилий. То есть они все, возможно, даже напрямую из Якутии уехали Да, в свое время. То есть, видимо, действительно, вот то, что вы рассказываете о семье Ротенштейнов, Ротенштейнов, да. а это, Которые наверное, потом тоже один поменяли шаг фамилии, они стали Редстоунами. арестованными, ну, Да. на английский лад, да? Да, они, ну, потому что там же немецкие фамилии как-то не очень были после Первой мировой войны, надо, Да. кстати, и они решили поменять, и они стали Редстоунами, потом они основали одну из известных таких, значит, тем современных, да, это Формула-1. Да, и они все время там спонсировали эти гонки, да, так сказать, гонки на быстрых автомашинах Формула-1. И один из них даже вот совсем недавно, кажется, умер, да, это Самнер Редстоун, владелец Columbia Broadcasting System, CBS, да. Ну, то есть очень известный человек, которого Трамп так ненавидел, помню, да. Ну, вот такая история и этой семьи, например, да, так сказать, которые Очень интересно, как-то да. вышли из Якутии, получается. Ну, вот интересно. Как, кстати, приезжал один из них, и мы там ездили на Ленские столбы и прочее. Ну, хотел посмотреть там, что как жили предки, получается, такая история. Но говоря об этом, да, кстати, вот хотел спросить, все-таки вот есть люди у нас в Якутии, которые носят интересные фамилии, да, например, те же вот Кулаковские и прочее. Связаны ли они все-таки с польскими Кулаковскими? Вот Польша — это очень известная фамилия, например. Ну, значит, ну, сами Кулаковские как-то об этом умалчивают. Одного из Кулаковских я знала, кстати, мой аспирант Польши тоже, он проходил стажировку, и его там все время его просвещали, что Кулаковские — это известно польские дворяне. Но здесь вот такого доказательства, как бы, пока, я насколько знаю, родословно пока нет. Но дело в том, что очень часто же во время христианизации значит, крестный давал фамилию своего, ну, своим, значит, ну, тому, кого крестил. Поэтому, например, на Колыме очень много Лаптевых, Роббиков. Это участники, ну, Лаптев еще Врангель писал, что вот я видел старика, крестника Дмитрия Лаптева, вот он был в начале, допустим, 19 века. Вот, видимо, от этого крестника Дмитрия Лаптева пошли вот колымские Лаптевы. Но они все якут, саха, да. То же самое Роббик. Это участник, доктор Роббик, врач, участник экспедиции Биллингса-Сарычева конца 18 века. Тоже, видимо, кому-то дал. Ну, крестил и дал свою фамилию. Поэтому у нас много Поповых, Слепцовых,
Винокуровых, это священнослужители в основном были, и, конечно, они давали свою фамилию. На первом этапе, когда крестили в XVIII веке, чаще всего вот фамилия шла по крестному, а уже с XIX века якуты уже перешли на такую стандартную, в основном по фамилии своего там дедушки, как правило. Поэтому если вот когда родословно восстанавливают, тут, что, допустим, у отца одна фамилия, у сына другая. Ну, тут просто надо знать, что фамилия давалась по деду. То есть Скажи, отец мог пожалуйста, быть вот, Петровым, а сын у него был Павлов, допустим. например, да. Но это же Например. обычная история, да, так сказать. Вот, например, фамилия это, как говорится, новшество, да, и оно появилось-то совершенно недавно, скажем так. Ну, Вот я относительно недавно, относительно, да, всего лишь относительно 300 лет недавно, да. назад. Ага. Вот, и просто у меня разные знакомые монголы, да, для которых фамилия это тоже такое новое дело, например, брали имя отца и делали фамилии, например, да, так сказать, а сын уже брал имя своего отца, и каждый раз у них фамилии разные получаются, да, ну, когда они делали документы и прочее. Или я, например, писал кому-то Улан-Батор, да, так сказать, человека по имени Николай, потому что он фамилии не имел фактически. Я писал просто Николая, там, Министерство обороны, и письма доходили, например. Да, так сказать, вот такая история интересная. Но в этом плане, да, так сказать, вспоминается история Михаила Михайловича Спиранского, человека, который получил свою фамилию, будучи студентом ну, академии, да, получается, православной академии, и да, и вот его роль, да, так сказать, вот все-таки насколько он имел отношение в развитии Якутии, да, в плане разных законных уложений и прочее, когда он был здесь в Сибири, Восточной Сибири губернатором. Ну, во-первых, Михаил Михайлович Спиранский, конечно, это величайший реформатор российский и сибирский тоже. То есть основное его достижение – это прежде всего, конечно, кодификация законодательства, которую он кодификация, то есть систематизация, которую он распространил и на народы Сибири. Вот как раз благодаря Спиранскому появилась эта система, по которой, в принципе, все ученые признают, она была достаточно либеральная по отношению к народам Сибири, которая позволила, в принципе, сохранить и наше своеобразие культурное, общественное и так далее. Ну, то есть он просто разделил все народы по образу жизни, как говорится, по хозяйственной деятельности на 3 разряда: бродячие, оседлые и кочевые. И каждый из них получил свой пакет, скажем так, да, прав, и самое главное, они получили право, ну, я не скажу, что владение, потому что, в принципе, в любом случае всеми землями, значит, все, допустим, жители Якутии или Сибири, только те, которых называли инородцы, они были государственными крестьянами и считались собственностью императора. Ну, помним, что Россия была крепостной страной в то время. Но, тем не менее, вот в рамках этого, значит, получили, во-первых, права, возможности жить, распоряжаться своей территорией. Те, которые были отнесены к разряду бродячих, ну, значит, имели, ну, то есть это те, которые были как бы полуоседлые, то есть у них были возможности, четко определенные их как бы обязанности, то, что они должны были платить в казну, и в то же время большие права. Например, ну, руководство области, допустим, они не имели права вмешиваться в их внутреннюю организацию. У народов, инородцев, да, получили этот статус, у них был свой собственный суд. Только самые сложные дела, как правило, связаны там с убийствами, грабежами и так далее, они рассматривали вот общий суд. То, что, а основные мелкие и прочие, это вот, ну, назывались, конечно, так не очень симпатично, нижняя расправа, верхняя расправа, ну, то есть вот то, что мы называем сейчас, наверное, мировой суд. Кроме того, его реформы были ну, мы называем их почему либеральными? Потому что какой-то первый шаг в сторону демократии они сделали, потому что впервые они ввели выборность органов управления.
на 3 года избирались, ну, как бы 3 звена было: старшины, старосты и головы. При этом там было требование основное, не богатство там какое-то, а вот, во-первых, это, ну, поскольку они должны были как-то контактировать с администрацией, это знание русского языка, какой-то хоть небольшой уровень образования и, ну, позже это все менялось, там, по-моему, потом уже требовалось какое-то минимальное образование и так далее. Это, во-первых. И самое главное, при Спиранском впервые в Сибири, ну, в основном в Бурятии и в Якутии, был внедрен первый орган общественного самоуправления. То, что касается Якутии, это Степная дума. Вначале в Бурятии они были введены, причем их было много, там в каждом округе, можно сказать, ну, в Зайсанах. А в Якутии внедрили пока только в Якутском округе, но мы считаем, что это был первый опыт самоуправления, конечно же. Ну, малоизвестно, конечно, что были попытки внедрить еще и в Мархинском улусе, то есть на Вилюе, но там получилось как? Там попытались, вот как только вышли эти постановления, они попытались сами вести. Там у них был очень такой передовой человек, письмоводитель Черепанов. Они попытались сами вести. Конечно, все это, любая самодеятельность всегда пресекалась. Их эту думу просто-напросто, ну и руководство значит, тогда округа Мархинского разогнали. Но буквально через год-два, когда у нас сменился губернатор, якутским губернатором стал, ну, областным начальником, да, стал такой умный, деятельный, демократичный Николай Иванович Мягкий, или Мягков, как иногда в других документах говорят. Он уже по собственной инициативе он уже предложил создать именно вот в Якутском округе. Этот был самый большой округ Центральной Якутии. И вот на протяжении более чем 30 лет фактически это вот был такой вот орган, который всем руководил, управлял и так далее. Ну, я имею в виду, ну, имейте в виду, что Россия была сословной, и у каждого сословия было свое управление. У русских одно, у якутов другое, ну, и народцев туда входили, и кроме якутов входили там эвены, эвенки, чукчи, кагиры свое. У дворян свое, то есть у купцов свое, у духовенства свое управление. У каждого было свое управление. Вот, и люди оставались при этом друг да. друга. А вот скажите, пожалуйста, да, кстати, ну, я тоже сильно не знаю, да, как вот действительно было в то время, да, но тоже такая легенда, да, так сказать, вы с этим согласны или нет, да, что в какой-то момент, значит, благодаря Спиранскому были облегчены налоги, да, так сказать, именно вот якутского населения. Было ли так? Потому что я вот где-то читал такую вещь, да, что, значит, один говорит, ну, рассказывает, что он был раньше эвенком, да, вроде тунгусом, а потом, значит, превратился в якута, потому что сейчас все стали вроде, да, потому что так лучше. Ну, действительно, заслуга Спиранского в том, что он эту систему как-то систематизировал. Потому что, ну, как было раньше? Было очень много повинностей. Та же подводная повинность, потом ружная повинность, содержание церквей, ясак не забудьте, который вот нужно было выносить. Вот все мужчины от 16 до 65 лет, по-моему, они вносили вот определенное количество пушнины. Вот таким образом в свое время, например, того же Соболя полностью уничтожили. То, что сейчас у нас есть, это искусственно уже разводили и рассаживали, как называется это вот. Короче, второй раз вот возродили, это уже в 20 веке. А к концу 18 века того же Соболя полностью истребили по Сибири. Да? Значит, он, во-первых, все тщательно посчитал, возможности, и поменял полностью систему. То есть он от возможности хозяйства, насколько человек может, и заменил вот такой натуральный налог на денежный. И опять-таки впервые вот очень много экспедиций было в XVIII веке. Вот ученые, мои коллеги подсчитывают, что сотни тысяч просто лошадей поставлялось, очень много
погибало в это время. Ну, представьте, это же основное. Якуты разорялись. Вот не случайно же где-то начиная со второй половины XVIII века очень многие ездили в Петербург, депутаты Саранов, Сафрон Саранов, Алексей Аршаков, они вот просили как раз уменьшить вот это налоговое бремя, особенно подводную повинность. Все причем бесплатно, как налог. А вот впервые при нем уже были введены какие-то за это, если вы занимаетесь там извозом, тем более обслуживание трактов Охотского, потом Аянского, для обслуживания российско-американской компании, российских колоний в Америке, это все проходило через вот Якутию и ложилось на плечи местного населения. Вот тогда были введены уже подряды, оплата какая-то. Вот он все это, конечно, систематизировал, перевел вот на такие рельсы. И, безусловно, конечно, он этим, ну, в какой-то степени, ну, не в какой-то степени, он поддержал и, может быть, даже спас якутский народ, ну, от крайнего разорения. И, ну, понятно, что обеднение и так далее, к чему это приводит? Просто к вырождению Да, народа. Конечно, в этом совершенно плане, верно. конечно, Я просто это это его хочу его роль. Мгм. да, напомнить, что в следующем году мы же будем отмечать 250-летие Спиранского, да, Михаила Мгм. Михайловича. И хотелось бы, чтобы наша общественность об этом знала, да, насколько великая была роль этого удивительного человека, который не только сделал для Якутии много, да, но и для якутского народа, но также для России в целом. Да, потому что он впервые сделал так, что законность начала, значит, занимать такие глубокие корни, да, в нашей стране, и мы, Хранилось, то есть до да, самых до окраин. Ну, в да, и принципе, тогда дошла вот до нам окраин, как говорится. Да, конечно. действительно, это уникальнейший человек, человек, который благодаря своим знаниям, упорному труду и учености сумел достичь всего этого, хотя он был из самых низов общества. О, Да, что удивительно было, когда, если вы читали «Войну и мир», то обращайте внимание, да, наверное, каким отношением было к нему со стороны, например, того же князя Балконского, да, так сказать, вот как все это описывалось, да, как какой-то чужак, который в своих пухлых ручонках держит там всю Россию, да, и они недоумевали, почему это все происходит, да, хотя не понимали, насколько у этого человека действительно вот эта вся народная мудрость и прочее, да, кристаллизовались в какую-то невероятную силу, через которую все это как призму, да, выводило на свет, и поэтому действительно вот им можно гордиться как вот, действительно великим русским человеком, да, конечно. Спиранским Михаилом И- Михайловичем. и- И и- мы очень благодарны, наверное, да, что судьба нашего народа и прочее все-таки связана с его великим именем. И говоря об этом, да, кстати, вот все-таки хочется понять, да, как вот Якутия представлялась именно в таком географическом и в плане распределения или зональности, да, так сказать, оно являлось частью, какая эволюция происходила, да, так сказать, какое отношение к этому имеет Иркутск, например, к Якутии. Э, Ну, изначально, ну, вообще, в принципе, если мы возьмем любой какой-то регион в истории, очень большое значение имеет геополитический фактор. То есть какое отношение границ имеет, где, вообще, насколько богат природными ресурсами, да, насколько в этой территории какие возможности и так далее. В этом плане, конечно, Якутия всегда была каким-то центром, наверное, да, и не случайно часто очень называют ее форпостом освоения Дальнего Востока, Крайнего Севера и Северо-Западной Америки. Потому что на долгие годы, начиная с 17 века, вот с основания Якутского острога, он и был центром этого огромного уезда, который сейчас вот охватывает почти практически весь Дальневосточный федеральный округ. Затем уже, когда появился фактор такой южной угрозы, это со стороны Китая, тогда вот выросло значение, тогда вот Иркутск, кстати, позже, чем Якутск был основан, да, и здесь, там специально было создано Забайкальское казачье войско, линия, значит, Острогов была выстроена. То есть это вот больше такой, с точки зрения геополитики, фактор вот южного соседа Китая. Ну, вы помните, что когда в XVII веке
Из Якутска, кстати, вышли казаки, Поярков, там Хабаров, да, Москвин. Они дошли до Амура. В принципе, эти земли все объясачили, построили крепость Албазинский. Но столкнулись там как раз значит, с Китайской империей. В результате столкновений военных, ну и, главное, политических там каких-то решений, был заключен Нерчинский мирный договор, и Албазинская крепость срыта, уничтожена. И только в середине XIX века, то есть, получается, через 200 лет, да, Россия вновь вернулась, и уже там губернатор Муравьев-Амурский, там Невельской и прочие, они уже тоже тогда весьма ослабевшую, на тот момент уже слабую Китайскую империю, они, в принципе, в пограничных стычках победили и уже там основались, капитально основались. А тогда, конечно, было неспокойно, и чтобы вот как-то обезопасить, вот создали вот эту вот такую степную зону, и как раз здесь в этом плане выросло значение Иркутска, и постепенно, ну, Иркутск был также еще и ближе, и удобнее, и постепенно, ну, со строительством, допустим, железной дороги и так далее, конечно, его значение росло, и уже Иркутск стал центром губернии, в состав которой входила Якутская область до революции, до 17-го года фактически. Ну, фактически она входила до 20-го года в состав уже, даже при советской власти. То есть только вот созданием в 22-м году отдельной республики мы вот стали независимыми и отделились. Ну вот про эти связи я даже вот как-то ну, чисто тоже по семейным там преданиям и прочее сумел как-то ощутить, потому что некоторые там родственники, да, так сказать, даже бабушка с дедушкой часто вот, оказывается, бывали в Иркутске, некоторые учились там, да, даже в гимназиях, прогимназиях, да, каких-то еще, значит, образовательных учреждениях. И большая была надежда среди тогда вот людей, особенно, значит, там, где вот, ну, среди моих родственников, видимо, да, что построят университет в Иркутске, и все собирали деньги. Вот эта история, да, так сказать, какие-то там отправляли рубли, были комитеты, желание было очень большое, что если построят университет, то якутские люди тоже сумеют там пройти обучение. Да, и вот эту историю, значит, она долго шла, да, так сказать, я так понимаю, она с середины 19 века ходили там, собирали вот эти деньги, рубли, и потом вот действительно наша надежда-то оправдалась в том плане, что в самом Якутске появился университет, что действительно очень большое событие. Но где-то вот недавно совершенно, да, праздновали столетие Иркутского университета. И в этом плане, да, кстати, я бы хотел заметить, что там все-таки есть и толика нашей, как бы, нашего вклада, да, лепта якутских людей именно в строительство и функционирование данного научного, ну, университета Иркутского, потому что деньги туда действительно пошли из Якутии, скажем так. Ну, вообще, конечно, надо отдать должное, до революции, вот когда было, очень часто собирали, и в этом плане Якутия никогда не стояла в стороне, и на памятнике, и на церкви, и, допустим, даже вот когда разразилась война 1812 года, французы вторглись, в Якутии тоже собирали на это деньги, и никогда не отказывали. На экспедиции, вот я очень много занималась экспедициями в Арктический регион революционный, вот очень много сдавали, вот даже смотрела, сравнивала по сборам, допустим, якутяне, якутские вот тайоны и прочее, выносили больше, чем купцы, даже многие иркутские те же, да. Ну, а что касается университета, то, да, в Иркутске не удалось тогда добиться, но якутяне поэтому в основе своей учились в Томском университете, тоже в Сибирский университет. И была большая такая студенческая диаспора в Казани. Там была учились не только в университете, но и была там духовная академия. В Санкт-Петербургском университете, Московском, и даже до революции у нас есть данные, что учились в Варшаве, в Варшавском университете, в Лейпцигском институте политехническом. Кто-то там прослушал курс Сорбонны. Но там, конечно, некоторые не смогли закончить, потому что, к сожалению, в то время свирепствовал туберкулез, а вот для многих якутов было просто непривычно вот влажный климат, и очень многие, допустим,
и молодежь наша, к сожалению, вот, не закончила. У нас были такие случаи, когда, ну, слава богу, сейчас мы можем говорить об этом. Например, первый врач из якутов, Георгий Слепцов, закончил где-то в 80-е годы позапрошлого века Петербургскую военно-медицинскую академию. Потом он служил в армии. И вот, к сожалению, судьба его точно неизвестна, но вот по некоторым данным он служил в армии, дослужился до чина полковника, жил, вот, имел имение и так далее. Ну, либо тоже известная судьба, допустим, первый юрист из якутов, который закончил МГУ, Михаил Алексеевич Афанасьев. Затем, ну, кто еще? Я не называю, допустим, известные имена врача Сокольникова. Они учились уже в начале 20 века. Я говорю про тех, кто учился еще в 19 веке. А в Иркутске, кстати, одной из первых открылась учительская семинария. И вот наши первые учителя, многие еще вот, 70-е годы 19 века учились там. То есть у нас уже там... Да. Но я вот знаю своих родственников, да, вот по матери Попова, они учились там, значит, учительской как раз семинарии, как она там называлась, да, кстати, в то время. Потом приехали сюда, и один из них даже был учителем в Актемской школе тогда, да, кстати, одной из таких первых учителей. Получается, здесь уже, где я сейчас, ну, здесь у нас имеется штаб-квартира нашей Малой Академии наук, получается, так очень интересно. Алексеевская школа Актемская, да, она одна из первых и в Якутии. У вас, по-моему, есть хорошая книга. Революция она так называлась, по-моему, в честь царевича Алексея была названа. Да, да, И да. в этой школе работали очень многие знаковые, известные люди. Во-первых, Неустроевы, да, сам вот Василий Гаврилович, это брат Урсика, дочь его, Алексей Дмитриевич Широких работал у вас, Лукины работали. То есть у вас очень такая интересная история известная. Многие очень крупные потом впоследствии деятели общественные и известные учителя, они вот как раз многие начинали работать в Актемской школе. Совершенно верно. И вот вопрос такой, да, кстати, говоря о том, что все-таки Якутия тогда меняла свои очертания, да, географические, скажем, административные. В 1724 году, значит, через подкаменную Тунгуску и прочее был примерно в наших краях известный такой исследователь, один из первых, значит, отправленных Петром Первым для исследования Сибири, мистер Шмидт. Да, и вопрос такой, да, так сказать, можем ли мы его считать человеком, который все-таки впервые вступил на территорию Якутии, исследователем, отправленным как раз по заданию, по указу Петра Великого? Ну, бывший мистер Шмидт, он, по-моему, шведский пленный, да, бывший? Ну, тут мне сложно кажется, сказать, потому что... это врач, который все-таки был отправлен для исследования, сбора там средств и прочих медицинских, но он провел где-то более 7 лет, исследуя всю эту территорию, да, и он Он впервые... написал Наруд, это считается одной из, конечно, первых произведений. Да, и он описал же очень интересные вещи, например, обычаи, да, якутского народа, разные легенды и прочее. Это впервые такое реальное историческое записи об этом. Да, и я вот просто хотел узнать, насколько можем ли мы фактически считать его одним из первых людей, которые из ученых, которые были здесь, в Якутии, или нет, да, так сказать, потому что та часть вот Нижнекаменная, вот Тунгусская река, да, и прочее, они сейчас не входят, да, в территории Якутии, а в то время как это было? Вот я хотел это узнать. Нет, до середины 19 века вся эта территория входила в состав Якутии. В принципе, территория Якутии была намного шире, где-то 3,5 миллиона квадратных километров, сейчас где-то 3,1, да, то есть в начале, вот как раз, когда открыли золотоносное месторождение, Алекминский-Литинский регион забрали, потом, значит, после того, как Дальний Восток, значит, Охотский, вот этот вот уезд отошел, Приморскому, по-моему, губернаторству. Чукотка от нас тоже отошла, к ним перешла. Потом в 20-е годы там тоже вот по южной части какие-то были. Кстати, территория Чауна, вот Колыма на Колыме, она тоже отошла к Чукотке, хотя это была до 20-х, середины 20-х годов территории Якутии. Хатанга отошла к Красноярску.
То есть как бы поменялось. Но мы, историки, судим теми категориями, которые были на тот момент. На Вот тот в тот момент. момент это была Якутский уезд. Тогда это, конечно, можно назвать его первым исследователем территории Якутии. Но когда мы говорим о научном исследовании, мы все-таки имеем в виду, наверное, больше и берем отсчет все-таки с академического отряда Великой Северной экспедиции, которая, значит, ну, можем тоже назвать, потому что первую Камчатскую Петр I отправил, вторая Камчатская была после смерти, конечно, Петра, но продолжением этой первой Камчатской экспедиции. И к ней был придан академический отряд, очень большой по тем временам. Значит, незадолго до своей смерти Петр I основал в 1724 году Академию наук и при ней академический университет и гимназию, кстати. Да. И уже вот в 30-е годы, ну, тогда понятно, что своих ученых профессиональных не было, приглашали из-за границы, чтобы они, для чего создавался университет, гимназия, для того, чтобы они готовили кадры из россиян. И в 1733 году под руководством Беринга отправляется Вторая Камчатская, и к ней принято решение придать академический отряд. То есть на тот момент всего в Российской академии наук было где-то 25 академиков, да? И 5 из них отправились в Якутию. Причем с собой они взяли, вот как раз я говорила про славяно-греко-латинскую академию, взяли они студентов, то специально не просто взяли, они их учили, 5 студентов, плюс с ними поехали художники, с ними поехали какие-то ремесленники. Добирались они довольно долго, почти 2 года. Но не просто так они так, потому что там распутицы и прочее. Потому что по дороге, как настоящие ученые, они останавливались, исследовали. И вот пока ехали с Петербурга до Якутска, они успели исследовать и район вот Поволжья. Даже приехав в Сибирь, они тогда только-только вот территория Казахстана северного входила в состав России, вот это исследовали. Вот прибыли они в Якутск в 1736 году. И в этом году, кстати, мы отмечаем 285 лет этой экспедиции, начала академических исследований. Первые, кстати, приехав, значит, первые экспедиции были в Сунтарский район, Кемпиндяйскую, Кемпиндяй исследовали, и Витим район, там они исследовали Сибирь. И вот с собой взяли студентов. И вот тоже такой интересный факт, что один из них был самый активный, это был студент Крашенинников, который тут... И вот пока он ехал 2 года, он учился, и вот настолько уже он хорошо научился, что в Кемпиндяй и Витим его отправили, ему придали еще одного младшекурсника, сказали. Самостоятельно. А потом уже он отправился на Камчатку фактически самостоятельно. Вот. Но он начинал студентом, закончил экспедицию адъюнктом, и даже возвращаясь, он уже был профессором. Потом он стал одним из первых русских академиков. Вот он и был там геодезист Андрей Красильников. Вот 5 академиков приехало, а вернулось уже чуть позже, как стали 7 академиков. 7 академиков, да. 7 академиков. Вот. Замечательно. И там самое разное, конечно. Там они исследовали историю, наши природные ресурсы, богатства. Кстати, впервые один из академиков, Гмелин, увидел, что мерзлота есть. Это было изумление. Впервые обратил внимание, что, оказывается, Земля-то не тает. Он об этом написал, сообщил, но ему никто не поверил в Европе, конечно. Что такого не может быть, потому что тогда господствовала теория, что Земля чем глубже, тем она становится жарче. Теплее, жарче, жарче. И вот понадобилось только, почти 100 лет, чтобы Шульгин стал копать колодец, потом академик Мидендорф это заметил, что вот потом родилась целая наука о криолитозоне. Там у них, кстати, очень активно большое внимание астрономии придавалось. Вот, там проводились исследования, и вот потом уже несколько раз еще раз приезжали специально прохождение Венеры. Уже тогда вот они, видимо, заметили, что вот в высоких широтах эти исследования астрономические, они достаточно более чуткие, хорошо проводятся и так далее.
Да, транзит Венеры — это очень большое событие, которое исследовали в очень многих странах, особенно известные экспедиции английские, да, когда вот та же история с Чарльзом Дарвином и прочее, транзит Венеры, да, кстати, исследования были, соответственно, важны и у нас тоже, да, в нашей стране, вот как раз и в Якутии, да, получается. То Но есть, говоря о ну, Кемпингее, это тоже интересно, потому что как-то рассказы, да, так сказать, своих бабушек и прочее, да, значит, история была такая, что во время, значит, колчаковских времен, да, так сказать, ездили специально в Омск, просили какие-то деньги и получили на то, чтобы там создать курорт. И я не знаю, это правда или нет, да, так сказать, но факт тот, что я в детстве играл с этими деньгами, значит, того правительства, да, так сказать, и фактически их было нереально много, как говорится. То есть, Керенов, может, да, эти да, цели называлось, да. да, Ну, не знаю, мне кажется, все-таки на тот момент Никифоров ездил к Колчаку вот на это совещание, в мгм, основном он просил, конечно, денег на продукты. на Э, продукты, а не на создание там курорта и прочее. Я вот настолько был потрясен, что еле они там жили, да, имеется в виду где-то там наступление, прочее, да, состояние нереальное, и вдруг там какие-то прожекты, да, на будущее. Вот неужели такое могло быть? Вот я никак не мог поверить в это. Ну, и скажу, что, как говорится, не совсем вот здесь точно, конечно, данные. То есть он Да. больше, конечно, просил на насущные вопросы. И плюс еще он просил, конечно, деньги на, как ни странно, тоже шла гражданская война, на Мгм. развитие школ, Мгм. на проблемы, связанные с образованием, просвещением. Да-да-да, удивительно. И вот, возвращаясь к тому, да, кстати, началу создания нашей республики, да, потому что в следующем году мы будем отмечать столетие, да, так сказать. Вот вся тайна создания, да, как она происходила, какая роль вот известных личностей, да, насколько, например, тот же Степан Аржаков, да, и прочие вот личности, как они в этом процессе принимали участие. Ну, этот процесс был на самом деле очень долгий. В 22 году, 27 апреля 22 года только подписали указ, но на самом деле вся эта работа началась уже сразу с 20 года. Вы помните, что в середине декабря 19 года в Якутске установилась советская власть. А, Но тогда Якутия вошла как составная часть в Иркутской области. Вот с этого самого момента вот наши местные лидеры, большевики, при поддержке, кстати, вот бывших полицейных, которые работали в центре, Ярославского, Виленского, да, стали ставить вопрос о э, предоставлении Якутии автономии. Дело в том, что к тому времени уже начался процесс. Это тот же Татарстан, например, получил в 2020 году, да, уже автономию. А, И вот вы говорили об Аржакове, значит, Степан Аржаков в это время, он учился в Москве в университете коммунистическом, и параллельно его назначили, тогда создали Наркомнадск, который, кстати, Сталин возглавлял, да, отдел Сибири, и он там работал и как бы вот такой якутский подотдел возглавлял. И вот впервые вот именно он, сохранились документы, вот как представитель этого, вот он в том числе вот писал этот вопрос, ну, ставил этот вопрос. Затем, конечно, ну, здесь очень большую волю, очень много сделал, конечно, Максим Кирович Амосов. Он был назначен вот на момент, когда в декабре 19 года произошел переворот большевистский в Якутске, его здесь не было. В 18 году его сослали, с другими большевиками из Якутии выслали. И это время и гражданскую войну он был в Томске, в Сибири, вот, был в составе 5-й армии Красной и так далее, воевал. Его назначили значит, вот уполномочена по советской власти установлению по Якутии, вот в Иркутске. Вот он летом возвращается и начинает очень активную такую работу по предоставлению автономии. Здесь, конечно, очень много писем. Потом, естественно, нужно было пройти очень много каких-то, ну, не то чтобы препятствий, а вот очень много таких вот структур. Сибнац, ну, то есть
у нас всегда была как бы это вот наша система государственная многоступенчатая, вот все это. И вот очень упорно, настойчиво Максим Кириллович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Сидор Никифорович Барахов, вот они вот писали, добивались, причем не просто писали, они должны были обосновать, что Якутия способна самостоятельно и развивать свою экономику. У нас достаточный уровень образовательный, чтобы, может быть, есть вот люди, которые могут работать, да, в системе управления и так далее, и так далее. В общем, здесь они проводили очень большую работу. Было сложно, потому что не все поддерживали, и многие очень там, вот, допустим, в центре считали, ну, что у нас небольшое население всегда было немного у нас, низкий образовательный уровень. Ну, конечно, сейчас, ну и раньше в советское время в основном фигурировала цифра по переписи 1897 года, что 2% всего среди якутов было грамотных. Но дело в том, что в начале 20 века, значит, вот как писал мой коллега Василий Игнатьевич Федоров, произошел такой прорыв в светском образовании, открылось очень много школ, и примерно он, например, считал, что к 17 году уже 10%, не так мало. Ну и плюс была, конечно, хоть и небольшая, но прослойка интеллигенции, имевшая хорошее образование, опыт, в том числе вот революционный такой, национально-демократическое движение, которое очень активно работали. В общем, им удалось доказать, но тут началась у нас в Якутии гражданская война, что тоже, конечно, тяготило. Гражданская война, конечно, стала следствием, прежде всего, красного террора. Потому что 20-21 год в России в 21 году перешли к НЭПу, а до нас только дошел военный коммунизм со всеми этими контрибуциями, взысканиями, террором. В 21 году вот первый такой так называемый заговор февральский, где расстреляли очень много интеллигентов и так далее. И вот в ответ на это по всей Якутии вспыхнуло повстанческое движение. При этом та же интеллигенция, она разделилась. Было создано Всеякутское, значит, областное национальное управление в Чурапче. Возглавляли его, кстати, интеллигенты, хотя и вооруженные силы под руководством поручика, корнета, прошу прощения, Коробейникова. Вот. И вот в этих условиях, то опять вот, значит, Амосов, Аюнский, Барахов тоже много говорят, пишут, ездят специально много раз, беседуют и добиваются подписания декларации, получения статуса автономии. И, кстати, это в том числе помогло в определенной степени и прекратить гражданскую войну. Ну и уже новая республика, конечно, но там они, ну в честь, кстати, получения автономии была проведена широкая амнистия среди повстанцев, это тоже повлияло. И на свою сторону, самое главное, им удалось перетянуть интеллигенцию национальную, которая вот, одна из целей которой еще с дореволюционного времени было вот получение собственной государственности. То есть, конечно, это действительно очень большое событие, потому что оно носит важно не только с точки зрения того, что мы получили государственность, возможности развиваться в новых условиях, но и в том, что это событие консолидировало общество на тот момент и предотвратило такой вот страшный раскол, может быть, разрыв и так далее, объединив всех вокруг себя. И, Да, вот по большому счету, прекратив вот гражданскую войну. Да. Ну, рассказы были ужасные, да, вот, например, я помню очень хорошо, как мой дедушка, да, это уже другой товарищ, значит, по матери, да, получается, он, значит, вместе со своей семьей был тоже в повстанческом движении, да, получается, и рассказывает, как они там собирались, как они шли, потом были амнистированы, потом его самого, значит, арестовали, получается, да, но был освобожден именно благодаря помощи, значит, Степана Ржакова, который написал там в его защиту, будучи наркомом внутренних дел. Был ли он наркомом внутренних дел? Вопрос такой. Был, да. 20-е Да. годы был нарком внутренних Ну дел. вот у меня дедушка вот так рассказывал, что он одним из первых своих декретов, да, кстати, его освободил как раз из-под заключения, да, сказав, что это вот можно ему доверять и прочее, да, таким образом он оказался, как сказал, кстати, ну, получил вторую жизнь, получается так
ситуация? Ну, вашему деду повезло, потому что, к сожалению, большинство участников повстанческого движения были репрессированы в 28-29 годах, а Да. те, кто тогда выжил, в Мгм. 37-38 году, конечно. Да, да, да. Это ужасные времена просто невероятные. Да. Конечно. Ну, в этом плане, да, так сказать, вот Якутия всегда пыталась идти путем разных и компромиссов, и каких-то более толерантных подходов, да, будучи очень такими сибирскими вещами, да, так сказать. В этом, ну, очень, наверное, много написано, да, так сказать. И я встречался, еще будучи людьми из тех времен, да, так сказать. Например, у меня вот знакомая была Юхневич, да, так сказать, которая в то время активная участница всех этих событий. Клавдия Юхтевич, да? Да-да-да. И она, значит, рассказывала, как все это происходило там, да, так сказать, как они вот ездили, какие там угрозы были и прочее, да, так сказать. Ну, ну, я просто вот очень любил чисто, да, так сказать, слушать рассказы людей, которые как очевидцы, да, тех событий, которые там происходили в то время, да. Филиппович, молодец, вам нужно это все написать, короче, всё. Пока не забылось. Пока не забылось, надо написать действительно, да. Но вот говоря об этом, да, так сказать, мы вот вошли абсолютно новую, как говорится, парадигму, да, нашей жизни и прочее, да, все начали очень активно двигаться вперед, наука, там, все вот эти вещи, да, что удивительно, на севере создали университет, да, который сейчас очень прогрессивно развивается, да, и мы дошли до своего столетия, да, республики и прочее, сейчас вот активно наукой мощно занимаемся, и в этом плане, да, так сказать, вот как сейчас, да, так сказать, стать историком? Вот насколько история может быть привлекательной наукой для молодежи? Вот скажите, пожалуйста, что надо, вот какие лучшие университеты нужно поступить, чтобы стать таким очень профессиональным, сильным историком? Ну, вы знаете, я считаю, что ну, чтобы стать профессиональным сильным историком, прежде всего нужно заниматься самообразованием. Да. Много читать. Сейчас, слава богу, очень много работ выходит, и не только научных, научно-популярных. Э, Поэтому, ну, в принципе, ну, даже в нашем Северо-Восточном федеральном университете, значит, очень много современных направлений. В целом везде стараются держать как бы на пульсе. Поэтому, ну, известные школы, российские исторические школы, ну, традиционно они, конечно, сложились, ну, допустим, Санкт-Петербургский университет, там традиционно сильна этнографическая школа, да, Московский университет, это всегда археология была очень сильна у них, да, ну и какие-то, может быть, современные виды истории. Вот если говорить о моей альма-матер, то у нас сильными сторонами были вот эти базовые для ученых-историков направления, это источниковедение, историография. Ну, Новосибирский университет, конечно, тоже всегда давно известный. Он как раз интересен и удивителен тем, что когда создавался Академгородок в Новосибирске, специально был создан университет для того, чтобы эм, работники академических, то есть для того, чтобы приблизить науку с образованием. И у них вот с тех времен у них такая традиция, что они обязательно, то есть работают в институте, допустим, и параллельно они преподают в университете, и заведующий отделом, допустим, какого-то в институте истории, он одновременно завкафедрой в университете. Вот это у них традиция до сих пор держится. И в свое время, в 90-е годы, когда у нас значит, была тяжелая ситуация в науке, вот это помогла им держаться на плаву, и благодаря этому новосибирцы в основном сохранили, у них не было такого сильного оттока из науки, свои научные школы и традиции. Ну а сейчас очень тоже интересно, высоко котируются, но они причем работают на таком международном уровне, это Высшая школа экономики. У них тоже сильные вот эти направления исторические, политологические и так далее. Ну, благодаря тому, что они очень тесно значит, связаны, и у них коллаборация со многими ведущими зарубежными вузами. Сейчас, конечно, учиться историкам интереснее, легче, потому что у них есть возможность то, чего мы были лишены, ну, благодаря грантам, поддержке, стажироваться за границей. Потом, вот благодаря тому, что
есть интернет, YouTube и так далее, слушать лекции ведущих профессоров со всего мира на всех языках. Поэтому в этом плане, мне кажется, конечно, для тех, кто интересуется историей, кому нравится, сейчас очень хорошие возможности, может быть, безграничные. Так, Василий Климович, звук, что-то ваш потеря пропал. Ну, замечательное время для любого молодого человека сейчас, да, заниматься наукой, интересоваться историей, потому что сейчас действительно огромная плethora, да, разных разнообразных источников, которые можно использовать сейчас, да, и каждому, как говорится, флаг в руки, и можно уже действительно идти вперед и заниматься этим. Вопрос такой, да, вы очень такая международная личность, да, вы участвовали и участвуете в многих грантовых проектах больших, да, кстати, скажите, пожалуйста, вот историю, да, вот, например, вы учились даже во Франции, да, получается, в французском университете Paris-Cercle. Дело в том, что я считаю, что одно из обязательных требований не только ученого, но и современного человека – это обязательно учиться, все время учиться, учиться и учиться. Поэтому я вот буквально где-то 2 года назад я решила повысить свой уровень образования. Дело в том, что по роду своей деятельности я занимаюсь не только такой вот классической историей, да, получается, что когда ты занимаешься Арктикой, ты поневоле переходишь на современные какие-то проблемы, связанные с экологией, там, с климатом и так далее, и так далее. И вот я поняла, что ну, вот и по этой линии в том числе вот меня очень часто привлекают в качестве эксперта по правам коренных малочисленных народов Севера для проведения экспертиз этнологических и так далее. Я поняла, что мне не хватает в этой области знаний. До того, кстати, я, по-моему, даже это особо не пишу. В свое время я еще закончила университет Линк. Он в Великобритании, по-моему, да? Да, есть такой. Там, ну, там по линии менеджмента, да? Вот. И я решила поступить в магистратуру Северо-Восточного федерального университета, который вообще у СВФУ есть несколько хороших программ, но есть возможности получения двойного такого диплома. В том числе давние связи с Францией, то есть несколько университетов, Марсель, Ницца, вот Пари-Сакле и так далее. Вот когда я узнала, что вот на юридическом факультете открыли такую магистратуру, где можно получить такой и двойной диплом, и двойное образование, ну, я решила поступить. Конечно, мне было тяжело, потому что не только, скажем так, в силу моего возраста, но и очень большой занятости. Как раз все это совпало вот с историей Якутии, потом пандемия. Но я горжусь собой, что я не бросила, я закончила. Более того, для того, чтобы учиться, мне пришлось выучить французский язык, для того, чтобы была возможность слушать лекции, защищать диплом и так далее. То есть, да, вот в прошлом году я закончила, защитила вначале диплом магистра юриспруденции в СВФУ, и потом осенью университета Пари-Сакле. Ну, это замечательно, потому что это же один из таких выдающихся университетов, который позиционирует себя как один из наиболее современных и наиболее таких технологически продвинутых университетов Франции. Да, ну, там целый, наверное, их целый комплекс, да, университетов, объединенных вот под крышей вот этого. Под крышей этого университета, да. Ну, высокотехнологические именно. Они же пытаются создать такую Стэнфорд, французский Стэнфорд, да, так сказать, я так понимаю, Кремниевую долину Парижа, да, получается. И очень хорошо, что как раз есть у него планы сотрудничества вот с нашим университетом. Вот, если слушают, я просто обращаю внимание на это, что есть возможность, да, что у нас, значит, во-первых, мы слушали лекции вот тех же вот французских, кто-то вживую приезжал, да, потом была возможность туда поехать, там учиться второй год. Но, к сожалению, вот в полной мере нам не удалось там отучиться, потому что вмешалась пандемия. Французские университеты закрылись раньше, кстати, чем наш. Даже вот, то есть кто-то, ну, я планировала, к сожалению, я на основной работе меня бы не отпустили на целый год, но я планировала поехать хотя бы на 3-4 месяца там подучиться. Не успела. Мои однокурсники, которые поехали, они вот немножко 3 месяца отучились, но все равно приехали в Якутск. Но, тем не менее,
вот точно так же все эти лекции. Потом в СВФУ тоже внедрена эта система Moodle, какие-то были лекции там в этой системе. Точно так же мы очень жестко проходили вот эти все тесты. Ну, в общем, Замечательно. было сложно, но интересно. Ну, вы удивительный просто человек, я восхищаюсь вами, да, так сказать, и вы пример действительно всем нам, что надо постоянно и постоянно совершенствоваться, да, и преодолевать себя каждый раз, и это все благодаря очень такой высокой степени организации. Надо быть нереально организованным человеком, чтобы через все это пройти, да. Но скажите, пожалуйста, вот ваш опыт работы в японском университете, у вас есть удивительный такой опыт, который вы как значит, профессор приглашенный, да, работали в знаменитом университете Тохоку. Это, наверное, номер один, наверное, университет Японии, насколько я понимаю, в плане научно-исследовательской такой технологических процессов, которые все время идут. Это знаменитый Третий императорский университет Японии, да, после Токио, Киото. И там, например, в свое время выступали такие люди, как Эйнштейн, там много нобелевских лауреатов своих, собственно говоря, и много экономистов известных японских. Это один из таких, как говорится, жемчужин японского научного всего эстаблишмента, да, который вот как раз и находится в Тохоку, университете в Сендае, да, это в Сендае же находится, да, удивительный университет. Расскажите про это, вот какое ощущение было, да, вы были в Японии, чем она отличается, чем ее, как говорится, нужно познавать, эту Японию? Ну, во-первых, Вы не похожи на нас. я сразу скажу, что вот моя возможность поработать в университете в качестве приглашенного профессора, но я не в самом университете, а как раз дело в том, что в Тохоку университете есть несколько научных центров. И в том числе есть очень известный крупный центр по изучению Северо-Восточной Азии. Ну, правда, Северо-Восточную Азию они понимают широко. Это и Корея, и Монголия, Сибирь. Благодаря сотрудничеству с этим центром, многие годы мы с ними сотрудничали, очень часто они у нас работали, появилась такая возможность, что как раз поработать, провести там исследования. В том числе не только там работала, я ездила в Саппоро, в университет Саппоро, там тоже есть центр. Во-первых, там крупнейший центр славистики, то есть по изучению России, да, и не так давно там центр лесопрактических исследований открылся. Ну и в целом японцы очень часто приезжают, практически по всей Японии, почти в каждом университете у нас есть коллеги. Вот, спасибо коллегам, удалось поехать. Ну что я скажу, прежде всего, конечно, меня поразила их удивительная организация работы. Там просто идеальные условия созданы для научных работников. Во-первых, у каждого есть свой кабинет большой, полностью оборудованный, включая в своем же кабинете зоны отдыха, где диванчик, кофе, микроволновочка, все есть. Да? Кроме, значит, тут же, когда вы поступаете на работу, вам вручают сюда ключи. То есть вы от входной двери, у них нет там каких-то охранников и так далее. Ну, не было, по крайней мере, сейчас я не знаю. Все, видимо, везде видеокамера. Но факт, что в любое время вы можете прийти, открыть наружную дверь свою и вот так вот спокойно ходить. Почему это важно? Потому что очень многие, особенно молодые исследователи, там просто работают и в выходные. И... Правда, меня что потрясло, это вот, конечно, работоспособность японцев. Хотя понятно, что у них тоже есть профсоюз. Я сразу, например, подписала договор, что мой рабочий день вот там с 9 до 6, и я должна там отдыхать сколько-то дней в неделю. Но вот в 6 часов вечера ни один японец никогда не уходил домой. Ну, в лучшем случае 8-9. И вот я когда уходила, всегда, ну даже когда задерживалась иногда, после меня всегда оставались работать. Причем молодежь. Вот аспиранты, молодые сотрудники, они просто работают, у меня такое ощущение, круглосуточно. Кроме вот таких вот хороших условиях кабинета, отдельного большого кабинета, у них есть еще отдельная комната отдыха, где можно прийти, почитать газеты, пообщаться с коллегами.
значит, тоже попить кофе и так далее. У них, в принципе, не принято, как у нас, ходить из кабинета в кабинет и пить там везде чаи. Это не принято. Считается, что отвлекает от работы. А если вот нужно пообщаться, то, пожалуйста, вот там есть какая-то комната на втором этаже. Мгм. Вот там вы можете немножко поболтать. Ну, Да. недолго, может Мгм. быть, минут 15 в лучшем случае. И идти дальше работать. Потом, значит, у них ежемесячно выделяется определенная сумма на вот то, что мы называем канцтовары, да, это книги, там еще Мгм. что-то, покупку. Если вы добираетесь до работы на транспорте Мгм. общественном, вам это Мгм. восстанавливают тоже. И самая приятная часть, скажем так, тоже была для ученого, это то, что у них также есть определенная сумма, по-моему, даже чуть ли не ежемесячно, которую они могут потратить на поездку на конференции. Да, Это все, как очень говорится, важно. бесплатно. Ну, естественно, как профессору мне снимали там жилье, правда, и зарплаты я оплатила. Ну, тут уже есть такой немножко смешной момент. Мне там сняли двухкомнатную квартиру, там, со всем этим. А потом, значит, когда я познакомилась ближе там с аспирантами, там, россиянами, другими, якутянами, кстати, тоже. Мгм. Правда, в Синдае тогда не было якутян, но россияне не были. Я увидела, что, оказывается, есть возможность там и однокомнатных квартиры, допустим, достаточно, Дешевле гораздо, да, получается? да, уютно. И когда я заикнулась, что, наверное, нужно мне и да, комнатную, мне сказали, э, сенсей Сардана сказали, Ага. вы профессор, вы не имеете права жить в плохих условиях. Ну, поэтому на этом я успокоилась. Ну, и что, значит, понятно, что университет – это кампус отдельно, это целый Мгм. огромный город. Мгм. Абсолютно студенты проводят там почти весь день. И что тоже мне очень понравилось. Во-первых, великолепная у них, значит, спортивная часть. Мгм. Чем только студенты там не занимались. Мгм. И футбол, все там есть, все Мгм. рядышком. Конечно, в основном добирались на велосипедах. Кроме того, студенты могли, вот как раз получилось так, я приехала в марте, у них начинался учебный год. Я вначале не могла понять, что очень многие стоят прямо с какими-то плакатами, в каких-то одеждах. Оказывается, они зазывали к себе студентов. Театральная студия, какие-то вот клубы этих велосипедистов, масса спортивных секций, Да. вплоть до того, что в университете у них был даже свой авиационный клуб. Мгм. А, То есть условия, конечно, хорошие, но, конечно, в основном у них платное обучение. Да, да, Но конечно. при этом, при всем, студенты все подрабатывают, мало кто Мгм. сидит на шее родителей. То есть они вот полностью себя обеспечивают. То Мгм. есть, и, конечно, очень много они вкладывают в образование. Мгм. К сожалению, потом не всегда могут найти работу, как мне объясняли. И Мгм. для того, чтобы потом как-то закрепиться, вот почему вот у нас так много было молодежи, они вот часто очень первые 2-3 года даже работали бесплатно, чтобы вот показать, закрепиться, Мгм. и потом уже, может быть, вот найти работу. В принципе, у них в основном, конечно, по проектным работа, то есть какой-то проект, 5 лет работает коллектив, потом и приезжают, ну, кто нашел где работу. Мгм. Но вот есть, особенно вот в этих таких вот центрах, как в университетах, у них есть категория сотрудников, которые имеют вот постоянный контракт. Это в основном, конечно, для того, чтобы получить такое, это нужно быть, иметь выдающиеся достижения, успехи и так далее. Мгм. Да. А с Индаем еще связана такая, ну, может быть, немножко грустная история. Ну, так получилось, что я много ездила, там со многими подружилась, в том числе нашла там большую такую российскую диаспору. Мгм. Совершенно рядышком там был город, где-то 2 часа только езды, город Фукусима. Фукушима. И, конечно, очень много мы ездили на островах, отдыхали, там береговая линия. И вот буквально в следующем году вот как раз произошло очень, вот как они сами называют, великое землетрясение Да. в 2011 году. Мгм. И, к сожалению, потом уже тоже, и когда мы ездили, коллеги специально, конференция была в Киото, и вот специально мы поехали потом в Сендай и посмотрели, вот какие разрушительные все-таки землетрясения, цунами, вот последствия имело для, Мгм. конечно, для Сендая, Мгм. пригородов и так далее. Ну, про Фукушиму вы слышали. Да, да, да.
Так что, ну, все было очень хорошо, причем, конечно, очень комфортно. Замечательное, вот, что мне нравится в японцах, их доброжелательность вот, везде, начиная от магазина самого маленького, заканчивая там, коллегами по университету. Очень воспитанная молодежь. И, кстати, такой интересный тоже момент. У них нет понятия вот уборщицы, там какие-то дворники и так далее. Да? Либо сами убирают, либо убирают волонтеры. И вот меня все время удивляло университет, вот проливной дождь, и какие-то бабушки, тетушки в жилетах, там, все там подметают и убирают. Я говорю, а почему, типа, у вас вначале я не понимала, почему, что это такие, почему так, почему пожилые женщины работают дворниками. Мне объяснили, что это волонтеры, которые сами добровольно вот убираются, вот приходят в университет и так далее. Я говорю, ну как же? Ну, они говорят, вот так вот. Зато, с другой стороны, молодежь, когда вот видит, ну, как вот тоже привели эту цитату, чисто не там, где не убираются, а там, где не сорят. Да, Вот, да, да, именно. да. Вот в этом плане, конечно, японские города, они просто идеально Да, чистые. удивительно. Ну, опять-таки, впервые для меня, значит, каким вызовом, первым вызовом было то, что раздельный мусор. Я там, ну, привыкала дня 3, наверное. Удивительно. Причем все разного цвета, и при этом надо и выносить из дома в определенное время каждый вид мусора. Да, Вот это было немножко, так сказать, это да. напряжно. Такая очень организованная жизнь, да, у японцев. Да, очень организованно, четко размеренная. Да. Да, но вот единственное, говорю, что мне вот было некомфортно еще кроме вот этого, то, что вот Сендай все-таки он в зоне, вот все время как-то вот потряхивало. Вот это Немножко вот ощущение такое было, да? всегда были Такое. земли. Да, да. Они, А вот конечно, скажи, привыкли, но мне было вот это, для якутянина вот это было некомфортно. да, 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 да. А скажите, пожалуйста, вот у вас все-таки есть опыт еще работы в Америке, да, я так понимаю, или с американскими университетами. Вот какая вот имеется различие, да, или какие-то культурные, как говорится, differences, да, различия между российской академической деятельностью, наукой, да, так сказать, и американской? Ну, с американцами у меня, конечно, меньше опыт, чем с японцами. До сих пор работаем. Но разница тоже есть. Мгм. Там, насколько я поняла, если сравнивать с Россией, там тоже очень хорошие условия для работы. Мгм. Во-первых, у нас в последнее время совершенно замучили вот понятие наукометрия, вот эти Мгм. всякие Хирша, бесконечное Да-да. количество каких-то статей, которые мы сдаем. В Америке всего этого нет. Мгм. Они вообще удивлялись, что, зачем мы применяем этот индекс Хирша, от которого давно во всем мире отказались. Мгм. Но у них очень высокая, ему не нужно вот обязательно сдать сколько-то статей в этот год, там, в следующий год, какой-то уровень и так далее. Можно сдать одну, но у них очень высокое понятие реноме. При Мгм. всем при этом все определяется вот именно качествами уровня и вот таким уважением научного сообщества. Мгм. И чтобы ему соответствовать, конечно, там очень высокие и научные, конечно, требования предъявляются, и этические, кстати. Мгм. В этом плане, конечно, американское научное сообщество, оно на очень высоком уровне. И Да. второе, что, конечно, тоже я так по-хорошему позавидовала, у них очень хорошая поддержка финансирования. То есть они говорили, что получить грант для них это не проблема. Мгм. Если хотите там поехать работать в архивах, там еще что-то, ну, просто Мгм. подайте Мгм. заявление, и вот как у нас там мы подаем в РФ и РНФ, там какие-то многотысячные какие-то конкурсы, такого у них Мгм. просто нет. И Мгм. особенно хорошо, конечно, они поддерживают молодежь. Молодежь у них Мгм. имеет массу фондов по Мгм. поддержке, массу конкурсов. Поэтому, допустим, если приедешь в Москву, какой-нибудь архив, там, конечно, обязательно, ну, какая-то часть, если молодой, то обязательно это американцы. То есть во всех Мгм. архивах сидят они, да, Американцы, да. Ну, это американские очень интересно в этом плане, да, действительно. аспиранты, да. Действительно, у них такая сильная традиция поддержки молодежи, да, и молодых исследователей и прочее в американской И, науке. Это да, действительно. и вот зарубежные науки, это не только американская, в Японии тоже так же, я знаю, во Франции, у них есть такие традиции, кстати. Для гуманитариев, особенно если ты занимаешься антропологией, то есть вот этнографией и так далее, ты Мгм. обязан
вот на протяжении, там, сколько лет учится, там, магистратура, там, докторантура, 3 года докторантуры, 9 месяцев, не менее 9 месяцев ты должен прожить в регионе, который ты изучаешь. И вот, например, мой коллега, сейчас он директор вот этого института Северо-Восточной Азии, Хироки Такакура, профессор, он начинал свою карьеру, чем он приехал молодым аспирантом. Он 9 месяцев кочевал с оленеводами вот в Венебо-Тантайском районе. Замечательно. Не просто, даже не лет, круглый, он почти год кочевал. При этом он смеялся, что он, когда приехал, он не знал не только там якутского, которым сейчас владел, он не знал даже русского языка. Вот он общался, и вот представьте, в стадии он все это время ездил, и уже в конце концов он учился там легко и там и свежевать, там, это, в общем, как говорится, полностью весь процесс изучал. И второе, что при этом еще второе условие, они обязательно должны знать язык, учить язык. Вот, если, допустим, занимаются Якутией, они обязательно должны якутский язык выучить. Якутский язык, вы замечательно просто. Это удивительно. Это, знаете, как вот в японских банкнотах самых дорогих, да, есть портрет Юкичи Фукузава, такого так называемого японского Вольтера, да, человека, который там очень много сделал для того, чтобы стала Япония современной, да, которую мы как знаем. И вот у него есть знаменитая такая книжка, которая для молодежи, да, которая называется «Храбрость учения». И вот он все время призывал в этой книжке, да, докажите себя, что вы можете заниматься наукой, да, идите и просто живите там, где вот вы это изучаете, да, так сказать, вот этот народ и прочее. Это же очень сильный действительно призыв такой, да, так сказать, если вы этой наукой занимаетесь, вы должны реально жить и все Вот, это через вот, кожу свою, через... новую систему образования. Да, это все пережить действительно. И Это приезжают, вот приезжают, допустим, тоже не так давно приехал коллега, поселили, он научился рубить дрова, печку, и даже для него было изумление, у нас то, что мы привыкли, консервную банку открыть ножом и так далее. Да, замечательно. Но только так можно же, да, изучать и передавать эти знания людям, да, студентам, как говорится, то, что вы пережили сами. Да, и действительно понять вот жизнь народа, прожить с ним и понять изнутри. Вот Да, они, совершенно верно. да, Это просто даже... абсолютно бесценный опыт, бесценный опыт. Вот скажите, пожалуйста, вы уже много лет помогаете нам, Малой академии наук, проводить вот наше очень флагманское такое мероприятие «Шаг в будущее», да, как эксперт, там, прочее. И вы знаете, что в Якутии очень любят наши дети изучать свою историю, да, историю Якутии и прочее. Что бы вы посоветовали, да, как раз вот тем сообществам наших школьников и их, значит, научным руководителям, имеется в виду учителям и родителям, да, так сказать, как вот сделать работу более качественным, да, так сказать, какие у нас есть недостатки в наших гуманитарных исследованиях школьников и прочее. Вот у вас же уже накопился опыт, наверное, в течение многих лет, которых вы отдаете именно свои знания детям, и вы оцениваете же их работу. Пожалуйста, скажите там несколько слов про это. Спасибо большое. Ну, «Шаг в будущее» – это одна из моих, конечно, очень важных составных частей моей жизни. Я счастлива, что, то есть я очень рада, что мне посчастливилось много лет назад прикоснуться к этому движению. И вот до сих пор как бы находиться в строю, потому что, наверное, работать с детьми – это одно из помогать им раскрыться. Потом многие дети работают же из года в год, и вот видеть, как растут наши дети. И сейчас даже, ну, поскольку получилось так, что с момента вот основания, уже в этом году официально 25, а мы начинали с Михаилом Михайловичем Чиросовым еще когда только вот даже до официального начала. В 96-м году, наверное, вы начинали, да, с Официально февраля. еще того было предварительно несколько лет. Да. И вот вижу и с ребятами общаюсь, как они растут, кем они стали, вот результаты программы, конечно, налицо. Вот я, конечно, этим очень горжусь и считаю, что вот просто действительно в свое время мне очень повезло, и можно сказать, вот такой выпал счастливый случай. Но что касается истории, то в какой-то степени, наверное, легче заниматься. Поэтому, наверное, наши секты самые большие, самые многочисленные, потому что на самом деле здесь можно уже начинать даже с самого малого. Даже у нас есть такой даже термин микроистория. С истории семьи,
с историей своего маленького села, округа, да, и там могут быть совершенно удивительные находки. И даже если просто написать, ну, естественно, сопоставив, внимательно что-то как-то проанализировав и так далее, вот здесь можно найти интересные находки. И вот у нас ну, вот на протяжении работы программы были совершенно удивительные работы и истории, которые, ну, я вот просто расскажу даже одну такую историю, наверное, из серии, может быть, «Чудо» или что ли. Например, у нас был мальчик из Мегино-Кангаласского района. Я специально не буду называть. Я, конечно, помню своих выпускников, всех имена и так далее. Многих стали, кстати, историками. Я не буду называть имя. Значит, с отцом вместе они перестилали пол просто в старом доме бабушки. И вдруг обнаружили под полом связку писем старинных. Стали разбирать, и оказалось, что это были письма их дяди, учителя, который после гражданской войны эмигрировал в Китай. И он, вот у нас где-то до начала войны все-таки были какие-то связи с Китаем, оказывается. Были какие-то тайные тропы, по которым проходили эти золотоноши и так далее. И вот он вот этими как-то вот находил китайцев, вот так вот отправлял письма своим родным. И самое главное, родные не уничтожили, вот так вот спрятали. И вот это вот стало отправной точкой. И последнее письмо у него было даже написано на платке, по-моему. Он стал дальше исследовать. В целом он вышел уже на историю миграции, историю вот интеллигенции и так далее. Вот такие вот. Ну, это, конечно, из серии удивительных находок. Не всегда такое может быть. Но даже если вы просто расскажете о простом человеке, как он жил, вот, даже вот вы сейчас рассказываете же вот какие-то интересные рассказы и так далее, уже, но это можно, на одном этом уже можно строить какую-то историю, понимание. И сейчас, допустим, у нас даже есть целое направление исторической науки, называется «Человек в истории», история в человеке. То есть вот как через судьбу простого, может быть, человека раскрыть историю страны, потому что, ну, даже вот этот опыт, допустим, советский опыт, да, он тоже уникален. Да. И вот особенно если, допустим, есть какие-то, ну, может быть, кто-то дневники вел или письма, или рассказы какие-то, эти методы устной истории. Ну, а с другой стороны, наша якутская история, она благодарна еще тем, что очень много у нас таких вот неизвестных каких-то моментов, неизученных, да. Допустим, дореволюционная история, там, вот, когда строили церкви, да, школы. То есть было очень много людей, которые просто как бы выпали, о которых не говорили. Вот это вот тоже часто рассказывают. А сейчас, конечно, вот если вот возьмем даже нынешнюю конференцию, были очень интересные доклады, посвященные Великой Отечественной войне. Вот был доклад, тоже, кстати, с Мегино-Кангаласского района, просто мальчик, он, кстати, у нас стал лауреатом, значит, просто он взял, сейчас же архивы много оцифровали и выложили в открытый доступ. Он просто взял, вот там, в том числе, допустим, списки, военкоматовские списки. И он взял вот такой один отряд, то есть в свое время призывников собирали и отправляли такими отрядами ну, туда, в Заярное и так далее. Вот один такой отряд взял и проследил судьбу этого отряда, каждого из них. И получил очень такое интересное исследование. Постарался выяснить, как их судьба сложилась, вообще вот само это вот комплектование, как они, чем питались, там, чем там. То есть вот даже, да, то есть вот такие моменты, которые можно исследовать, не имея сложных приборов, да, сложного оборудования, там каких-то, ну, допустим, тоже физика и прочее, космофизика, нам все равно нужны более такие глубокие знания, да, по физике и так далее. Поэтому, вот, мне кажется, в этом плане возможностей очень много у нас. Другое дело, что можно расширять, кто-то потом привлекает. Даже газеты, например, это же тоже источник. Тоже поработать. Сейчас Национальный архив очень много тоже предоставляет возможности. В принципе, школьники с сопровождением взрослого тоже могут работать. Кстати, это вот благодаря программе. Вначале это запрещено было раньше, но вот у нас были ребята, и вот нам удалось руководство программы договориться с Национальным архивом, они пошли навстречу, что вот сопровождение взрослого они могут работать. Вот у нас так был мальчик, он искал
по метрическим книгам пытался восстановить дату рождения. Его предок был вот одним из первых учителей Якутии. Но единственное, что в каждой книге везде были разные даты его рождения. Они с мамой, там еще им помогали. Они вот пересмотрели очень много книг метрических и нашли таки дату. А почему они не могли найти? Дело в том, что оказалось, что его отец был, вот когда стали смотреть уже вот эти ливийские книги, нанялся на работу в российско-американскую компанию и уехал в Баян. И вот этот предок родился там, в Баяне. Так это получается 18 век. Это 19 век, 19 потому век. что до продажи Аляски в 1863 году, да, все вот снабжение, и очень много якутов работало в российско-американской компании. Как на континенте, так и вот по обслуживанию. А Аян был как раз вот основным таким портом. Перевалочным пунктом, перевалочной базой, да. Там же все снабжение, что из Якутии получается фактически. Да, фактически, конечно. Продовольственное, перевозки. Да, это замечательно. И вот я хотел узнать еще одну вещь, да, так сказать, которая меня всегда волнует, потому что человек обычно успешный, да, и особенно в науке, и все это, предтечем всего этого является как раз вся школьная жизнь обычно. И вот я хотел узнать, да, какая у вас была школьная история, да, где вы родились и какую школу вы закончили, и как зародился интерес к истории у вас? Ну, родилась и выросла я в Якутске и закончила среднюю школу номер 3. Это одна из старейших школ в городе. В этом году нашей школе исполняется 110 лет. Поздравляю. Спасибо. Вот как раз идут юбилейные мероприятия. И, конечно, вот, очень, очень важное значение имеет вот, для дальнейшей, наверное, работы вот это вот та основа, база, которая закладывается в школьные годы. У нас были, конечно, очень сильные учителя, вот это вот хорошие такие, которые давали очень прочные знания, качественные. И ну, как-то получилось так, что я училась ровно по всем предметам. Не только я была таким гуманитарием ярко выраженным, постоянно участвовала в математических олимпиадах. Ну и, конечно, я училась в советской школе, которая, значит, очень много уделяла внимания разным там, спортивным моментам, секциям. Были кружки. Вот у нас был, помню, математический кружок был обязательно. Вот я была как раз постоянным посетителем. Вот как-то история в меньшей степени, но мне с детства очень нравилась история, конечно. Я любила читать книги. Вначале я даже хотела стать археологом, потом передумала. Потом, значит, мой отец одно время работал в Национальном архиве. Я бывала у него там на работе. Это было интересно. И где-то в старших классах я решила целенаправленно стать историком. Хотя, допустим, в мое время это не очень котировалась профессия. Значит, родители хотели, чтобы я стала врачом, медиком, врачом. Кто-то хотел экономистом. Ну, я решила стать историком. Ну, естественно, ну, я уже говорила, что очень много зависит от человека. Вот как готовиться пришлось самостоятельно, но и тогда были какие-то возможности. И, в частности, я списалась, например, с подготовительной школы МГУ, и где-то вот в выпускном классе поступила туда. И это регулярное задание, это углубленное, вот там, они отправляли учебники, вот это все. Ну, видимо, самое главное, что мне дала школа, родители, и что мне помогло, видимо, потом поехать. Я поехала сама в Москву, успешно сдала экзамены, поступила, закончила. То есть вот такой очень хороший такой организаторские какие-то такие возможности. То есть вот потом я выросла в достаточно большой семье, старшая. У меня 2 брата, 2 сестры. Вот как бы при этом приходилось как бы успевать и помогать родителям, смотреть за детьми младшими. Вот это, наверное, в какой-то степени выработало мою организованность. Это просто удивительно, да? Кстати, вот все-таки у вас же возраст был тогда довольно юный, когда вы поехали в Москву. В советское время же люди заканчивали школу чуть раньше, да, чем сейчас. 16 лет, да? Да. Это 16, в просто... Москве 17 исполнилось.
Да, 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 это я просто потрясающе. поехала, значит, эм, значит, в общежитие там сразу, ну, что было хорошо, сразу давали общежитие, там, Мгм. как, Ну, вы до этого ездили в Москву, да, сами, или это первый, был вот это было первый раз я выехала. Единственное, нет, в Москве я была, вспомнила, значит, когда единственный раз я выезжала за пределы Якутии, это было, по-моему, в 5 классе я училась, мы вместе с папой, с моим отцом ездили, тогда были очень популярны такие туристические маршруты. Мгм. До Иркутска на самолете, в Иркутске Мгм. на поезде, и вот поездом через всю страну. Мы Молодцы. поехали вот Мгм. Прибалтика, вот доехали до Прибалтики, вышли, значит, Мгм. остановились в Петербурге, мы там остались, потом в Москву Мгм. приехали, вот так вот. Вот это было все, а потом я поехала уже Да, сама поехала, да, сама да, да. сдала, сама поступила. Не, вот скажите, пожалуйста, Сардан Ильинична, это вот действительно очень, все-таки многое зависит от родителей, да, я вот хочу для развития человека очень важно. И вот у вас, например, очень уникальное имя, да, Сардана. А я помню, в те времена вообще у людей было совершенно, не было таких имен. Я вот, для меня это, например, абсолютно ну, как удивительно, да, так сказать, что у вас такое имя, да, так сказать, якутское имя. Как вот это все случилось, да, так сказать, это говорит о том, что у вас родители, да, так сказать, имели определенные там позиции, мнения, да, так сказать, какие-то, что вот они, чем они занимались, да, так сказать, это какая якутская интеллигенция, да, я так понимаю. Э, Спасибо за вопрос. Мне, конечно, очень приятно вспомнить и рассказать о своих родителях. Да, мои родители, наверное, действительно можно отнести к интеллигентам. Значит, отец мой, значит, имел педагогическое образование, правда, в школе только в самом начале, а в основном он работал в газетах, он был Мгм. фотокорреспондентом довольно известным. Мама в свое время закончила Львовский торгово-экономический институт, она Мгм. экономист, всю жизнь проработала в системе ХОБАС. Ну и так Мгм. получилось, что большинство вот ее родных, родственников, они все учились на Западе, поэтому в какой-то степени вот они тоже очень хотели, чтобы все дети их получили образование, не потому что, ну и потому что, конечно, тоже считали более качественным, но и они очень хотели, чтобы их дети обладали широким кругозором, Мгм. значит, другое видение было и так далее. Мгм. Вот. А что касается моего имени, то действительно есть интересная история. Мой отец тогда работал в газете «Белямбо». М. Назвать меня хотели, когда я родилась, хотели назвать по имени бабушки, Мгм. папиной матери, ее звали Анна. Даже Мгм. меня в каких-то документах, ну вот в медицинских документах меня даже так записали. Но по дороге в ЗАГС, что Мгм. мне папа зашел на работу, и тут на Мгм. него все набросили. Ну, представьте, это Белямбол, газета, Мгм. интеллигент, что это, 60-е годы, оттепель. Как Да, ты должен назвать свою дочь якутским именем? молодцы. Э, И переубедили. Мгм. Папа пошел и назвал меня вот так. Правда, он потом так испугался, а мама долго называл, потому что потом пришлось переписывать кучу документов. Но фактически я вот была Сардана, в классе я была одна, в школе я не помню, может быть, Да. кто-то еще был, но я помню своих одноклассников, которые вот, даже разговаривали, причем якуты, по-моему, какое-то имя странное, какое-то нечеловеческое. Сардана, Сардана. Настолько это было удивительно. А, Удивительно, да. да, ну, я знаю своих ровесников, вот где-то мои ровесники, это было еще время оттепели, Мгм. есть сарданы, есть туяры, есть саргаланы. А вот Мгм. позже, вот уже, видимо, ваше поколение, тогда уже перестали уже называть. Мгм. А тогда, да, и очень многих называли, вот потом мне тоже вот посчастливилось работать вместе с Арданой Платоновной Аюнской, Да. и она как-то тоже смеясь сказала: Сардана, тебя наверняка назвали в честь меня. И я помню, да, что называли Сардана Саргалана в честь Да. дочери Аюнского. Да, Да. папе так сказали: ты должен назвать Сардана как дочь Аюнского. Да. 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 Вот, Потому ну, что вот. я же помню вот те времена, когда было даже опасно говорить имя Аюнского. Вот все там шептались, и еще Кулаковского мы не называли, даже вот такое время было. Ну, я родилась в середине 60-х годов, это как раз когда только-только вот реабилитация, оттепель, Мгм. вот только вот как бы появилась. Вот, видимо, для либеральной интеллигенции того времени, Мгм. вот творчество для них это вот было очень важно. Очень Вот, важно, да, это как может стейтмент, как быть, через, заявление, да. да, через вот имена своих детей, может быть, они вот как-то Мгм. тоже позиционировали свою такую Да, да, да. позицию.
Ну, потому что такой же традиции не было называть якутскими именами, да, у нас же были в основном библейские имена, да, я вот очень хорошо помню, там, дедушка Элиферий, там, или кто-то еще, вот такие имена, например, обычные, Анимпадис, там, да, сойдет, какие-то Нет, там, там, да, да, Парфений, там, да, вот такие имена обычные. я знаю. Да-да, религиозные такие имена и прочее. Это считалось очень даже нормальным нормой, да, так сказать, вот такого Ну, места. в основном называли по именам, в наше время называли по именам своих бабушек, дедушек, а их-то, Мгм. конечно, их в свое время крестили, конечно, по святке. Да-да-да. Ну, По святке. по-разному там, да, действительно по книге, как говорится, все по Библии было. Ну, это вот сегодня такой замечательный получился разговор, очень удивительный, многооткрывающий, да. И я вот все время призываю ребят, которые нас смотрят, побольше читать, потому что от чтения многое зависит. И вот я хотел такой последний вопрос у вас задать, да, так сказать, какие у вас любимые книги, кого вы бы порекомендовали, каких авторов читать, или какие там книги. Например, для меня в детстве, да, так сказать, очень большая любимая книга, это была Ильяда Гомера, да, так сказать, ну, в разных изданиях старых 30-х годов, 20-х годов, даже у меня дореволюционные издания были. Я вот их с удовольствием все это читал. Ну, и как вы, я, кстати, тоже через заочную школу МГУ, да, так сказать, прошел. Это было такое очень любимое занятие мое, отправлять там решения, эти ответы на вопросы и прочее, да, так сказать, такая медленная связь с университетом московским. Ну вот скажите, пожалуйста, ваши любимые книги. Я, кстати, когда вы спрашивали о родителях, я хотела добавить такой очень, конечно, на мой взгляд, важный момент, который, наверное, повлиял в том числе на меня, на мое Мгм. становление и так далее. Что вот в нашей семье был культ книги. Ну, я думаю, не только в нашей семье, а как в большинстве советских семей был культ книги. И вот это выражение «книга лучше подарок», это вот как раз можно охарактеризовать, наверное, большинство советских семей моего поколения. Мы очень много Мгм. читали, и, наверное, благодаря этому ну, человек, который много читает и хорошо говорит, хорошо пишет, грамотно пишет, опять-таки, вот почему большинство, допустим, якутских детей нашего времени все очень хорошо, грамотно говорили и писали по-якутски. Мгм. Я вот как сейчас помню, что до сих пор у меня хранится, 13 лет или 14 я поехала в деревню, и тетя мне подарила томик Пушкина. Мгм. По тем временам хорошие книги тоже были редкость, но это было вот, Очень. ладно, с предисловием Бонди и так далее. Вот этот до сих пор у меня есть. Поэтому, конечно, мой любимый поэт, я практически все знаю, Пушкин. А Мгм. любимая детская книга была, тоже, наверное, предопределила мою судьбу, книга Каверина «Два капитана». Каверина. Два капитана, да. «Два капитана» – Замечательная книга. это моя любимая книга. Вообще Каверина я Да, много читала, и открытая книга, все, да, но «Двух капитан» даже до сих да, пор я с да. удовольствием перечитываю. И, может Дух быть, поэтому приключений, я да, бы дух «Двух авантюризма приключений» у вас в и крови сейчас. ну, не только вот на каждом уровне, этапе я по-новому даже открываю. Оказывается, это книга про любовь, оказывается, да. Да, Но, видимо, мое вот то, что я потом занялась Арктикой, Мгм. студенческий период, это в том числе тоже вот этим было тоже связано Связано, с ага. этим романом Каверина. Мгм. Кстати, тоже мне повезло в детстве, ну, как во многих семьях вот горожан якутян, у нас всегда было очень много значит, земляков, родственников из деревни, Мгм. заочники приезжали учиться, Мгм. приезжали, значит, ну, кто-то в больнице, тогда проблемы были с Мгм. гостиницами. Но Мгм. заочники, конечно, благодаря заочникам я прочитала почти вот всю мировую классику. У нас учились филологи, вот, конечно, всю эту греческую мифологию. Мгм. Кстати, тогда же я прочитала в 9 что ли, классе, это тоже помогло и в какой-то степени повлияло мне стать историком. Я прочитала Серашевского, якута, Мгм. издание еще 1893 года, по-моему. Мгм. Тоже произвело несколько впечатления, советую. Ну, а для молодежи, мне кажется, ну, вот те книги, на которых мы воспитывались, выросли, потом зачитывались в молодости, конечно, Ремарк, Хемингуэй, Да, Кельман, Маркес, потом уже ну, Габриэл Маркес, во да. взрослом состоянии, скажем так, Мгм. я всегда открыла Коэлья, Маркеса. То есть Мгм. я призываю читать классику, прежде всего, Классика. Мгм. классику, потому что это дает пищу для ума, для размышлений, развивает. Мгм. И в целом, конечно, это ну, просто вы получаете удовольствие. Да, мой любимый еще автор Фицджеральд. Мгм. Конечно, очень не знаю, это вообще мой любимый роман. Мгм.
Не, Вот. просто Ну и, замечательно. конечно, и наша якутская классика. Мгм, При мгм, всем при этом, хотя я и выросла в городе, я русскую школу закончила, я вот классику прочитала на языке, конечно, мгм. включая все. И Ладно, с удовольствием читала. Хорошо. Мгм. Ну вот это действительно книга, это, как говорится, спутник жизни. Он в течение вашей жизни еще и перечитывая, да, вы узнаете новые и новые грани, да, и с позиции своего опыта, да, жизненного уже по-другому вы можете оценить, да, то, что автор хотел сказать, какие-то потайные темы возникают, да, и очень интересные коллизии, ассоциации и прочее, да, и это замечательно, потому что счастлив тот человек, который мог познать другого человека через его рассказы, через его книги и прочее, потому что каждый человек, как говорят евреи, это, значит, целая вселенная, да, так сказать. И мы, встречаясь с новым и новым человеком, мы встречаемся с абсолютно другой новой вселенной, которая поражает своей глубиной, красотой и прочими вещами. Поэтому я вот хотел сегодня вас очень поблагодарить, потому что вы передали нам вообще удивительную, красивую историю, да, так сказать, вашей научной, фантастической научной такой карьеры, которая простирается на многие регионы мира, да, так сказать, очень интересно. И вы прямо, значит, в обрамлении прекрасной сакуры, которая все время расцветает, да, так сказать, и вы все время живете в такой весне академической, да, так сказать, познания и прочее, да, так сказать, и это замечательно просто. От вас все время идет такой весенний порыв, да, радости, познания. Спасибо большое за то, что вы уделили нам такое время свое драгоценное, да, так сказать, и рассказали все то, что вам показалось интересным, да, и, ребята, пожалуйста, еще раз посмотрите, послушайте, это будет всегда очень интересно. Благодарю вас, большое спасибо, Сардана Ильинична, за такой замечательный вечер нам, за такую замечательную беседу, которую вы нам дали. Спасибо большое. Спасибо большое. Я тоже получила удовольствие. Спасибо. Да.